Добрый вечер, президиум, участники конференции. Приветствуем вас на Всероссийской исторической конференции «Башкиры России». Сегодня мы работаем онлайн и офлайн на 6 площадках. Программа конференции рассчитана на 20 часа. С нами председатель президиума Всемирного Курултая Башкир, заместитель председателя Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан Эльвира Ринатовна Аюткулова и исполняющая обязанности директора Дома дружбы народов Республики Башкортостан Мирхайдарова Гульназ Гиндуловна. Начальник методического отдела Дома дружбы народов Республики Башкортостан Миниханова Лейсан Кемаловна. Здравствуйте. И представитель Свердловской, Курганской, Оренбургской областей, Пермского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Оренбургской области, Пермского края, башкиры из города Сочи, Петербурга, Удмуртии, Татарстана, Самарский Курултай Башкир. И также есть у нас участники из Республики Крым и наши уважаемые спикеры, которые сегодня находятся здесь. Сулгажин Рафил Рифкатович, кандидат философских наук, старший научный сотрудник Центра изучения гражданских инициатив Академии науки Республики Башкортостан. Также с нами Юсупов Юлдаш Мухаматович, руководитель Центра социокультурного анализа Института и стратегических исследований Республики Башкортостан, кандидат исторических наук. С нами Ермуллин Азат Шикирьянович, начальник отдела Национального архива Республики Башкортостан, и уважаемый Салават Хамидуллин, кандидат исторических наук, журналист, автор исторических телепроектов, редактор многотомника «История башкирских родов». Приветствуем модератор конференции Иксанова Нурия Сагитовна, куратор башкирских историко-культурных центров в регионах России. Организаторами данного проекта являются Дом дружбы Республики Башкортостан и Всемирный Курултай Башкир, также башкирские историко-культурные центры в 5 регионах России и наши уважаемые участники, активисты Всемирного Курултая Республики Башкортостан, регионов я уже выше назвала. Для открытия конференции передаем слово Аюткуловой Эльвире Ринатовне. Эльвира Ринатовна, мы вас слушаем. Здравствуйте. Хәерле хөрмәтле милләттәшләр, ишетеләме? Сәламләү шатман, уңыштар теләйм бүген конференцияларга катнашучыларга. Әлбәттә, бүген безнең башкортларга әйләнеп кайтканда, безнең төбәктәрдә яшәгән башкортларга һәрбер төбәктең үзенчәлек проблемалар бар, әмма уртак безнең бүген башкортларды кайда гына яшәһәләр дә, Башкортстанда, Башкортстандан ситтәме, ул беренче урында тел мәсьәләсе тора, нисек хаклап калырга, нисек уны өйрәнергә мәктәпләрдә, гаиләләрдә. Икенче урында безнең мәдәният өлкәһендә булган саралар һәм әлбәттә мәдәни безнең рух дип әйтәйек, мәдәни комарткаларны хаклап калу һәм уларны артабан безнең балаларга өйрәтергә һәм тапшырырга. Һәм әлбәттә иң алдынгы дип әйтәйек инде проблемалар булып тора безнең бүген тарихтың проблемалары, чөнки бүген тарихка килгәндә без быел махсус бөтә башкортлар яшәгән төбәктәрдә лә быел бит инде башкорт тарих елы һәм әлбәттә тарих елында безнең төп әйтәйек үзебезгә куйган максаттар, аны был конференциянең башында ла язылган развитие сохранение башкирской истории в регионах дип максат әйтелеп киткән һәм әлбәттә без хаклап һәм артабан үстерә тиһәк безнең тарихты ул беренче шәхестәргә килеп төбәлә бит инде һәрбер өлкәлә шәхестәребез бар һәм ошо шәхестәрнең исемләре менән улар белән бәйле булган ниндидер вакыйгалар менән эшләргә кирәк һәм ул тарихта калырга кирәк. Икенчедән бөтәбезгә лә быел бик мөһим ел, чөнки быел бит инде халыкты исәпкә алу һәм әлбәттә был ел без бик әүдем эшләргә тиешбез, курултайларда, урыннарда һәм әлбәттә безнең әле генә яңа бер ел эшләп килгән безнең тарих, мәдәни үзәктәр. Әлбәттә без бердәм эшләргә тиешбез, бергә тотынышып эшләргә тиеш, максаттар бер иш булырга тиеш. Рус телендә әйтеп үтәм, дорогие друзья, приветствую вас от имени Всемирного Курултая Башкир. Исторически для нас очень важный год. Надеемся, что мы с вами в таком составе соберемся ближе к концу года и порадуемся, что перепись всероссийская у нас прошла успешно. Количество башкир стало больше по сравнению с предыдущей переписью, которая была в 2010 году. Как это будет, как это случится, зависит, я считаю, от каждого из нас, вот от участников сегодняшней конференции точно, от той работы, которую мы с вами ежедневно проводим, от того, как мы сегодня настойчиво говорим с нашей молодежью о сохранении языка, культуры, об увековечении исторических личностей. И здесь у Всемирного Курултая Башкир, у наших экспертов, у членов исполкома накоплен и большой опыт, и очень много разных практик. И, конечно, когда появились историко-культурные центры год назад, мы рассчитывали, что те практики, которые есть у Всемирного Курултая Башкир, будут подхвачены более активной историко
Что случилось? Интересов Башкортостана на тех территориях, где они открыты. Сегодня это взаимодействие только налаживается, поэтому я хочу, чтобы сегодня коллеги, которые участвуют когда главе республики озвучивали эту инициативу по появлению историко-культурных центров, мы, конечно, хотели, чтобы это были действительно и для навигации были наши учреждения, и окном были республики в других субъектах. Поэтому сегодня вот о целях задачи тоже хочется поговорить. Но поскольку у нас всероссийская конференция, заявлено очень много выступлений наших уважаемых ученых, экспертов. Хочется поговорить, наверное, и о таком документе, как стратегия развития башкирского народа, потому что это документ, который сегодня определяет и перспективы, и, наверное, обобщает тот опыт, который есть у нашего народа. И вот в привязке к этой стратегии хочется понимать, и как сегодня в регионах представляют развитие башкирского народа, перспективы его, с чем они связаны, какие сегодня акценты. Я надеюсь, что сегодня все участники конференции видели этот документ, знакомы с этим документом и начали претворять в жизнь, потому что он достаточно практичный, есть к нему приложение. Я думаю, что любой из вас, особенно вот историко-культурный центр, задает вопрос, а какая у нас повестка, можно взять приложение к этой стратегии развития башкирского народа, и там вот вся повестка налицо, причем она там уже идет по сегментам, по возрастным категориям, по каким-то интересам, может быть. Поэтому те, кто еще не успел ознакомиться, просьба этот документ посмотреть, вникнуть и вот развиваться вместе в одном направлении. Уважаемые коллеги, пользуясь случаем, поздравляю всех с наступающим Днем России, который отмечается 12 июня. Мы живем в большой дружной стране, и, конечно, вот в этом соцветии наций наш народ должен занимать свое особое место. У нас есть своя миссия. И, конечно, мы, башкиры, должны помнить о том, что мы, передавая нации современные, отдавая дань историческим традициям, все-таки заявлять о себе на мировой арене, на региональной, на всероссийской арене какими-то новыми открытиями, новыми проектами, новыми идеями. Поэтому желаю всем успехов, хорошей работы. Рахмат. Рахмат, Эльвира Ринатовна, спасибо большое. С нами на связи еще глава города Лентор Ханты-Мансийского автономного округа Сергей Александрович. Сергей Александрович, вы нас слышите? Ну, чуть позже, наверное, присоединиться. Если Сергея Александровича здесь нет, то тогда мы приступаем к следующему приветственному слову. Мирхайдарова Гульназ Гиндуловна, исполняющая обязанности Дома дружбы Республики Башкортостан. Пожалуйста, Гульназ Гиндуловна, вам слово. Хайырлы көн, хөрмәтле конференцияга катнашучылар. Мин һеҙҙе сәләмләйем барығыҙҙы. Тиҙ генә үҙ һүҙҙәремде әйтеп китергә итәм, сөнки беҙ әле Удмурт Республикаһында, Ижевск ҡалаһында Башҡортостандың делегацияһы менән Всероссийский форум финно-угорских народов барабыҙ да беҙ ошонда ҡатнашабыҙ. Я от всей души приветствую вас всех, уважаемые участники конференции. Пусть эта конференция будет первой сегодня, но не последней. Наши башкирские историко-культурные центры имеют большое значение как для Республики Башкортостан, так и для субъектов, в которых они находятся, так и для башкир, которые проживают в наших субъектах. Пусть Эльвира Ринатовна что-то сложно добавлять. Я всех поздравляю и приветствую. Спасибо большое, Гульназ Гиндуловна. Действительно, башкиры из регионов активно участвуют в культурной, социально-экономической жизни Республики Башкортостан. Эта прекрасная традиция продолжается, и каждый регион имеет свою уникальную историю, языковые и культурные особенности. Однако все мы являемся неотъемлемой частью единого башкирского народа. О том, кто такие башкиры, расскажет нам наш уважаемый Салават Хамидуллин. Вам слово. Ну, рассказать о том, кто такие башкиры, очень сложно, наверное. И нет такой задачи, и мы не уместимся в те отведенные мне время для доклада. Я просто хотел бы, в общем-то, пройтись по некоторым, так скажем, рэперным точкам нашей истории, вот, для общего, в общем-то, понимания. Ну, надо понимать, что башкиры являются одним из древнейших тюркских народов, и подчеркиваю, тюркских. Вот. Так-то все народы древние, конечно, но поскольку мы, в общем-то, общепринято отсчитывать возраст народов, там, тех или иных, от первого упоминания в письменных источниках, да, поэтому мы говорим, что
впервые о башкирах было упомянуто в китайских хрониках, да, хроника Суйшу, 632 год, то есть хроника династии Суй была упомянута в числе тюркских народов конфедерации Теле, это Агузская конфедерация, конфедерация агузов, значит, народ Башу-Кили. То же самое хроника Баиши, примерно в то же время, она чуть позже была составлена китайскими учеными. Там также, в общем-то, вот это известие о конфедерации Теле, агузов, вошла и также, значит, упоминается в этом произведении. Вот. Следующий по упоминанию у нас идет, значит, уже 8 век, это был 7 век, а вот следующий 8 век, здесь уже, значит, мы видим упоминание в арабских, первое упоминание в арабских источниках. Вот всегда у нас почему-то говорится, вот первый упомянул Ибн Фадлан. Нет, конечно, не первый. Он первый, так сказать, из арабов, не первый из арабов даже, значит, потому что до этого, как лучше сказать, ну, оставил такое, так скажем, да, более или менее развернутое описание просто. Но это не первое упоминание о башкирах. Первое упоминание, в общем, опять же, методом реконструкции мы приходим к мнению, что первое упоминание все-таки было у писателя Ибн Ал-Мукаффа. Это был перс-зороастриец, жил в 8 веке. Вот, и его сочинение не сохранилось, но, скажем, цитата, вот это описание башкир из его сочинения сохранилось уже у более позднего персидского историка XI века Аль-Гардизи. Вот, и там вот упоминается, значит, как он пишет, хазарский вельможа по имени Башджурт. В общем-то, как пишут все во всей, так скажем, и зарубежной, и в отечественной историографии, этот Башджурт, хазарский вельможа, в общем-то, это просто персонификация этнонима башкир, вот, в лице вот этого, значит, правителя башкир, да, у которого, в общем-то, жил, как он описывается, между кемаками и хазарами. То есть это тоже, в общем-то, достаточно такая широкая локализация, но, тем не менее, в общем-то, достаточно верная. Хазары жили на Волге, кемаки жили на Иртыше. Понятно, что Башкирия где-то посередине. Вот жил, там он стоял, и у него было войско 2000 всадников. Вот. К сожалению, потом вот эта цифра пошла кочевать по всем восточным источникам, потом она была повторена у географов X века классической школы арабо-мусульманской географии Истахи и Фулкаля. Но там уже пошло как, не как численность дружины вот этого правителя, а как численность всех башкир, и вот эта цифра, она, в общем-то, кочевала и смущала не одно поколение исследователей. Вот. Ну и вот, значит, это был 8 век Ибн Аль-Мукаффа. В 9 веке примерно близко от наших краев побывал арабский путешественник Салам ат-Тарджуман, а конкретно в 842 году он приезжал к северу от Аральского моря и тоже написал, что вот, значит, там где-то вот дальше находится страна Басджурт, то есть Башкирия. И вот только потом, уже после Салама ат-Тарджумана, вот 10 век, здесь уже, так скажем, Ибн Фадлан у нас появляется, и потом вот эта классическая школа арабской географии и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Таким образом, в восточных источниках башкиры, в общем-то, отражены довольно-таки, ну, насколько это возможно, конечно, для восточной географии того времени, довольно-таки полно, потому что арабы ведь не ставили цель описывать народы, как вот сказал представитель вот этой классической школы Шамсуддин Аль-Мукаддаси, нам не интересуют страны неверных, куфар, нас интересует только Дара Аль-Ислам. То есть и они только вот это описывали. И то, что туда в их эти описания, Дар Аль-Ислам, то есть исламских стран, каким-то вот боком зашли сведения о башкирах, там, о булгарах, о хазарах, это вообще, в общем-то, большое чудо. Вот они не ставили цель вообще их описывать. А почему описали? Потому что существовала такая, значит, знаете, такая, если говорить в терминах мирсистемного анализа, существовала, так сказать, мироэкономика, в общем-то, транскаспийская, основанная на транскаспийской торговле, в которой были задействованы, значит, северные провинции Ирана, можно сказать, весь Иран. Это еще в сасанидское время началось. Потом, значит, весь бассейн Волги,
Волги, ее притоков и так далее. Это была, значит, меховая торговля. Иранские купцы из Закавказья, из Ирана, в общем-то, на своих судах переплывали Каспий, поднимались по Волге и, значит, доплывали до, значит, среднего течения реки Камы. Вот, и там огромное количество так называемый Бартымский клад есть. Значит, в Перми на реке Ирень было открыто это сасанидское серебро, сасанидские монеты. И также вот у нас при раскопах Уфы тоже было довольно-таки значительное число вот этого сасанидского серебра было найдено. Это вот как раз вот эта транскаспийская торговля, которую Иран вел, значит, с северными странами. Потом, вот, когда уже Иран сасанидский рухнул, возник халифат, и потом уже халифат также наследовал вот эту традицию торговли, уже мусульманские купцы стали торговать северными странами. Вот, и поэтому вот именно вот это, благодаря вот этой транскаспийской торговле, просто, значит, купцам мусульманские интересно было знать, что там наверху находится на севере. Вот благодаря вот этому их интересу, который, в общем-то, стимулировался в первую очередь экономическими мотивами, вот эти данные и попадали в мусульманскую литературу. Никто специально такой цели не ставил, поехать там описать. Впервые, кто такую цель поставил, вот конкретно, значит, описать весь мир, это был, так сказать, исключение из правил, это был Аль-Идриси. Мухаммад Аль-Идриси, который жил в XII веке, это сицилийский географ арабского происхождения, его пригласил король Роджер, нормандский король Сицилии, как раз тогда норманы, викинги захватили Сицилию, и вот он был такой просвещенный монарх. А поскольку викинги, кто это были, они весь мир бороздили, им было интересно, у них была такая страсть к географическим познаниям, и вот такая, в общем-то, амбициозная, можно сказать, сумасшедшая идея возникла составить всю картину мира. И этому королю Роджеру нужен был какой-то просвещенный человек, который бы это сделал. И вот он нашел вот этого, значит, географа Идриси, пригласил к себе в Палермо, на Сицилию. И вот там, представьте, в Палермо, 12 век, сидит Идриси и рисует карту Башкирии. Да, это, вот сам скажешь, это просто какая-то фантастика, да, фантастичная, значит, картина. Но, тем не менее, вот это было, там эта карта была нарисована всемирная, и вот этот квадрат, где находился вот это, значит, современная Башкирия, Аль-Идриси, видимо, посчитал, что данных у него, чтобы вот этот квадрат, вот этот джуз, как называется, значит, заполнить у него было и недостаточно информации. И вот он предпринял какие-то поиски, и благодаря вот его поискам мы имеем в лице Идриси самое, так скажем, да, полное, самое подробное описание в арабо-мусульманской литературе, описание Башкирии, да, там описание, вот Башкирия, там, значит, называется название городов, 3 города, это точно, в общем-то, я считаю, они существующие, эти географические объекты, такие как Гурхан, Намджан и Каруки. Вот, Каруки, значит, скорее всего, находился как раз на месте современной Уфы. Вот, Намджан российский исследователь Коновалова локализует в районе современного Орска. Гурхан она никак не локализовала, но вот в моей статье, одной там последней, сейчас как раз я только сдал, я, в общем-то, пришел к выводу, что этот Гурхан находился где-то в Заурале, там в верховьях реки Уфа. Вот, таким образом, вот это описание тоже, в общем-то, показывает вот ту, скажем, то состояние Башкирии, которое было в XII веке, это было, вот, он описывает транскаспийскую торговлю жителей Намджана, допустим, опять же с Ираном, говорит, что вот они садятся на суда, и по реке, ну, и это река Яйк, скорее всего, то есть Урал, спускается на судах в акваторию Каспийского моря, поднимаются по, значит, Волге, входят в устье Волги, идут в столицу Хазарии, в город Итиль, там продают вот эти меха и соленую осетрину, или же везут все это, значит, в Дейлем. Дейлем – это как раз вот южные берега Каспия. А добытая медь, которую они добывают в горе Арджика, они везут в Хорезм и в страну Шаш. Шаш – это Ташкент. Вот, в общем, такая интересная, значит, картина получается. Естественно, она нуждается еще далее в научной апробации и так далее, но, тем не менее, в этом ничего фантастического нет. Теперь вот касательно того, что очень много у нас, так скажем, споров
ведется, ну даже не ведется, а такая, знаете, у нас такая вопрос, который вызывает, скажем, как бы это лучше сказать? Имеет несколько вариантов, может быть? Не вариантов, нет. Но он такой, знаете, у нас нашей общественности, он так, может, ну, большая часть, конечно, околонаучная, как-то она болезненно воспринимается. То есть вопрос существования, значит, государственности, да, то есть у нас вот, обычно говорят, вот башкир это был безгосударственный народ, да, там и такой, в этом роде. Но тут методологически это натыкается на серьезные, скажем, проблемы, потому что в раннем средневековье, значит, политогенез и этногенез это были взаимосвязанные явления. Вот. Одно без другого было невозможно. То есть политогенез, возникает какая-то политическая структура, вот она объединяющая некое сообщество. Вот, и в рамках вот этого объединения происходит процесс этногенеза, только в рамках каких-то политических границ. Вот. Вне этого, значит, обычно этногенеза не происходит. Но поскольку мы видим, что башкиры уже в столь раннем периодах истории фигурируют как некий политический субъект, то, конечно, невозможно даже представить, что там не было каких-то у них политических структур. Да? То есть вопрос упирается, можно ли назвать это государством или нельзя это назвать государством. Потому что в науке существует, так скажем, не существует какого-то единого мнения на этот счет. Вот. Допустим, есть вот такой чисто такой ригористический взгляд, вот как у российского, значит, нашего исследователя Крадина, да, Крадина и там, еще забыл, сейчас фамилию вспомнил. Вот Крадин, ну, неважно, фамилию забыл. В принципе, также на этой точке зрения и Трипалов, и, значит, Скрынникова, вот их мнение о том, что вот они приводят массу, значит, критериев, что можно назвать государством, а что нельзя назвать государством. И вот по этим критериям вообще большинство государств, которые у нас вообще написано вот, черным по белому государство в учебниках, истории, книгах, значит, тюркских народов, это вообще не государство. Златар, да, это не государство. Монгольская империя – это не государство. Тюркский каганат – это не государство, и все. То есть вот по их критериям. Это какие-то, значит, то есть империя, да, но империя это же не обязательно есть государство. Империя это просто какая-то, может быть, политическая структура, значит, или как вот называет Крадин, суперсложное вождество и так далее. Вот. И здесь тоже вот как бы, если вот, в общем-то, отказаться вот от этих вот таких условностей, потому что есть и другие взгляды, допустим, западные науки, там, вот, там говорят, по мнению, там, такой термин state, да, state это все, что, значит, под это понятие подгоняется любую, значит, управленческую структуру. То, что управляется, значит, скажем, из какого-то центра, все, вот тебе state, то есть государство. В таком понимании, то, в принципе, это, да, это все государство. То есть, поэтому тут очень сложно говорить. Но, тем не менее, вот если, значит, мы отбросим все вот такие, скажем, условности, что ли, да, и будем смотреть вот чисто, так скажем, оценивать вот эти политические структуры башкиров с такой, скажем, ну, позиции довольно-таки такой, ну, упрощенной, да, то, конечно же, мы видим, что и в древности у башкир были какие-то, значит, так скажем, княжества, там, значит, ханства и так далее, да, потому что об этом пишет, например, Аль-Мусуди. Аль-Мусуди, арабский историк X века, который пишет вот о башкирах. Там была, значит, конфедерация 4 тюркских народов: печенегов, башкир, наукерда и баджна. Он пишет, что вот это 4 тюркских народа, и у каждого есть свой царь, Малик, пишет. Вот. Малик, царь. То есть, если мы вот так будем подходить, потому что это раннее средневековье, допустим, чем этот Малик отличается, допустим, я не знаю, там, от какого-нибудь там короля там, германского, там, я не знаю, там, какого-нибудь Уэссекса, например, да, там, например, ну, я думаю, что, в принципе, особо ничем. Это такая же, в общем-то, довольно-таки
несложная, да, такая, значит, конструкция, которую, в общем-то, можно назвать и королевством, там, а здесь применительно башкирам, ханством и так далее. То есть упоминается также башкирский правитель Вагузнаме, потом у Идриси пишет, что городом Нимджан управляет, значит, человек из племени тюрков, да, то есть, ну, башкир, понятное дело. Вот. А уже внутри Золотой Орды мы имеем два, так скажем, уникальных свидетельства западноевропейских миссионеров, которые в XIV веке побывали на территории Золотой Орды. Это Иоганн Венгер и Генрих Немецкий. Вот. Иоганн Венгер пишет, что вот он в 1312 году он побывал в Башкирии и пишет: «Я нашел государя всей Баскардии совершенно зараженным сарацинским заблуждением». Сарацинское заблуждение – это ислам. Вот. Буквально так и пишет: «Принципс тотиус Баскардии». Государь всей Баскардии. Вот. Генрих Немецкий, примерно побывавший в это время же тоже пишет, значит, он владелец всей Башкирии, пишет. То есть доминус тотиус Баскардия. Вот как это оценивать? Это государство или не государство? Ну, на мой взгляд, это, конечно же, да. То есть если вот в таком, в упрощенном, в облегченном, вот без таких ригористических подходов смотреть на это, тогда да, конечно же, вот это какое-то автономное образование внутри вот этой, значит, Евразийской монгольской империи. Сейчас вот у нас что, Башкортостан государство или не государство? Тоже ведь государствоподобное образование и так далее. Вот. И вообще, в общем-то, башкиры сохранились как народ, как субъект исторический, вот благодаря тому, что они сформировались, как я уже говорил, очень давно и, значит, всегда пытались, в общем-то, отстоять свою самобытность и свое, так скажем, право на существование. А поскольку кругом их окружали вот такие мощные, значит, имперские образования, и Тюркский каганат, потом Хазарский каганат, потом Кемакский каганат, то есть от них вообще ничего могло не остаться. Если бы они не могли, вот, отстаивая свою какую-то политическую субъектность, договариваться с имперскими центрами, будь то Хазарский каганат, будь то, значит, Кемакский или Златарда, значит, об автономии внутри вот этих имперских образований. Вот, в общем-то, собственно, это альфа и омега башкирской истории. Вот так они существовали в составе Золотой Орды. Потом, когда, значит, Орды не стало, на тех же основаниях они вошли в состав Московского государства. Вот это было в первую очередь сохранить себя, вот именно встраиваясь в имперские образования с сохранением своего права на, значит, автономию, на, значит, свои земли, на сохранение своих обычаев, своих, значит, прав и так далее. Вот я считаю, что вот это нужно очень четко себе понимать. Потом вот это, значит, башкирское княжество внутри Золотой Орды, мы уже видим, оно еще сохранялось, вот даже пишет, значит, Утимиш Хаджи применительно к 15 веку, начало первой половины 15 века. Утимиш Хаджи, это, значит, шейбанитский историк 16 века, он пишет Эль-Башкур, так и пишет, значит, который вошел в состав сначала государства, вот этого ханства, шибанитского ханства. Но потом в Орде началось, Орда распалась на части, и началась вот эта борьба. И вот здесь уже, когда началась анархия, это, в общем-то, было негативно сказалось на, скажем, башкирах, поскольку они были разделены между тремя образованиями, фактически между сибирским ханством, казанским ханством, значит, и Ногайской Ордой. И началось вот этот процесс, начался фрагментация башкирского народа. Но потом, в общем-то, когда башкиры вошли в состав Московского царства, в общем-то, на выгодных для себя условиях, они, в общем-то, заново смогли собраться в некую, значит, политическую единицу, поскольку в составе Московского царства башкиры, в общем-то, представляли все-таки политический субъект. Они вошли, и мы видим, что они были не подсудны российским судам и, в общем-то, сохранили вотчинное право на землю. То есть царь не являлся собственником башкирских земель, а башкиры являлись собственниками своих земель и так далее. То есть
У них была своя автономная военная организация, которая существовала фактически до середины XVIII века. Вот это о многом говорит. Военная организация. То есть башкиры могли вести войны там, с калмыками, с казахами, там, с кем угодно. И московское государство могло даже и не знать об этих войнах и никак не вмешивалось и не могло влиять. Вот. То есть мы видим, что они были, в общем, абсолютно автономны. Вот. То, что сложилось потом, вот я, как я говорил уже, вот после распада Золотой Орды, вот наш историк Азнабаев, он называет, так скажем, что дает определение вот этой, значит, политической организации, акефальная полития, то есть акефальная безглавная, нету главы, кефалос голова, а акефальная, то есть безглавная, акефальная, как раз вот когда башкиры представляли собой союз горизонтально интегрированных друг с другом родов, кланов. Каждый, значит, клан своей обладал вотчиной землей, где не было главных, и, значит, младших и старших. Каждый, даже маленький клан, он имел такие же права, как какой-нибудь там соседний большой клан. Вот все вопросы решались на Яине. Вот в таком виде башкиры вошли в состав московского государства. И вот у многих историков вот советского периода, они думали, ага, вот, то есть они знали вот только вот этот краткий период истории непосредственно перед вхождением башкир в состав России, когда вот это была безглавная политика, и они думали, что и в прошлом также все это было, то есть поскольку о более раннем периоде истории они не представляли. Вот, не имели никаких представлений. Но видите, как я уже показал, все было далеко не так. Сначала все-таки была в более ранний период истории были, значит, вертикально интегрированные политические структуры, там как их ни назови, ханство, княжество и так далее. Да? Потом мы видим уже непосредственно перед вхождением в состав России, то есть это уже в конце 15 века и в первой половине, ну, можно сказать, даже весь 16 век, вот эта акефальная полития, которая, в общем-то, и вошла в состав Московского царства, и поэтому каждый бий, глава каждого клана, в общем-то, заключал договор с московским государством сепаратно, то есть по отдельности и так далее. Хотя при этом, я повторяю, они, в общем-то, были политически едины, осознавали свою, скажем, себя как народ, как, значит, политическую единицу. Спасибо большое. Это такая была справка о башкирах. Спасибо, Салават Шухаметович. Можно вашу каждую фразу фиксировать себе. И наши историко-культурные центры обязательно расскажут уже на местах о башкирах. Такую вот краткую информацию. А в нашу жизнь активно внедряются новые технологии, однако во все времена главной ценностью остаются люди. Именно благодаря вкладу человека появляются новые проекты, мероприятия. О знаменитых личностях из регионов расскажет начальник отдела Национального архива Республики Башкортостан, руководитель отдела по башкирской истории Всемирного Курултая Башкир Азат Ермулин. Пожалуйста, Азат Шакирянович. Добрый день, уважаемые коллеги. Можно включить, да? А тема моего доклада называется «Выдающиеся люди исторического Башкортостана», потому что, как мы знаем, соседние территории, которые ныне населяют башкиры, башкирское население, это Самарская, Саратовская области, это восток Татарстана, Пермский край, Оренбургская область, Челябинская область, Курганская, Свердловская область. Они, в принципе, входили в так называемый исторический Башкортостан, исконные территории проживания башкир. Ну вот обычно разделяют здесь вот 7, получается. В этнографии называется иргизо-камиликские башкиры, это саратовская. Самарской области мензелинские башкиры, восток Республика Татарстан, пермские или гайнинские башкиры, башкиры рода Гайна, оренбургские башкиры, челябинские, курганские, свердловские. Дальше, пожалуйста. Вот историческая карта, это середина 19 века, 855 год.
Карта называется «Карта земель Оренбургского, Уральского и Башкирского казачьих войск». Тут, в принципе, вот территории исторического Башкортостана по состоянию к середине 19 века можно назвать. Здесь мы видим очертания границ Республики Башкортостан. Ну и на востоке, значит, курганские башкиры, челябинские, свертовские, пермские, Мензелинский уезд, тукчуранские башкиры. И внизу видим, значит, самарские башкиры. Они в 30-е годы 19 века вошли в состав Уральского казачьего войска, называлось Башкирское отделение Уральского казачьего войска. И здесь вот как раз снизу указано БО, Башкирское отделение. Это как раз таки территория расселения самарских, саратовских башкир. Дальше, пожалуйста. Так, хотел бы начать, конечно, с запада. Иргизо-камиликских башкир. Иргизо-камиликские башкиры, конечно же, самарские и саратовские, в основном самарские башкиры, внесли огромный вклад, в первую очередь, в образование Республики Башкортостан. Это, конечно же, Харис Юмагулович, видный государственный деятель, один из основателей Республики Башкортостан, первый глава Советской Башкирской Республики, уроженец Хасанова Самарской области, Кушаева Юмагулова Рабига Янгуловна, деятель башкирского женского движения, уроженка тоже деревни Хасанова Самарской области. Интересно то, что Рабига Кушаева, она принимала участие в всебашкирских съездах и поднимала как раз вопросы прав женщин. И по докладу Кушаевой как раз таки Всебашкирский учредительный Курултай принял резолюции, были внесены пункты о половом равноправии. Кушаева в дальнейшем также активно принимала участие в женском движении. Дальше, пожалуйста. Также самарские башкиры после образования Башкирской республики огромный вклад внесли вообще в развитие башкирского языкознания, культуры. Это вот личности Губай Кириевич Давлетшин, башкирский писатель, государственный общественный деятель, уроженец деревни Дашбулатова Самарской области. Он в 1935-1936 годах возглавлял комиссариат наркомат просвещения и на своем посту внес значительный вклад в дело обучения учащихся республики на родном языке, открытие новых школ, национальных школ. Следующий. Габбас Ягафарович Давлетшин, башкирский языковед, один из основоположников современного башкирского языкознания. Он одним из первых составил огромный словарь башкирского языка. То есть, и вообще башкирский литературный язык, нормы башкирского литературного языка, он активно участвовал в разработке. И в прошлом году по инициативе исполкома Всемирного Курултая была открыта мемориальная доска, посвященная Давлетшину в Уфе, в здании факультета романо-германской филологии Башкирского государственного университета. В этом здании как раз в 30-е годы работал Габбас Давлетшин. В этом плане исполком Всемирного Курултая активно работает. Дальше, пожалуйста. Также самарские башкиры в 30-е, 20-е годы внесли огромный вклад в развитие башкирской литературы, в том числе образование. Хадия Давлетшина, она уже классик башкирской литературы.
Рашид Нигмати, народный поэт Башкортостана, уроженца Хасанова Самарской области, Дингизбаева Самарской области и Фатима Хамитовна Мустафина. Она с 55 по 71 год возглавляла Министерство образования БССР, уроженка Дингизбаева Самарской области. Ее усилиями как раз-таки была открыта первая башкирская гимназия в Уфе, 20-я. Ныне она носит ее имя, городская гимназия имени Фатимы Мустафиной. Таким образом, самарские башкиры внесли огромный вклад и в образовании Республики Башкортостан, и в развитии культуры, образования. Эти личности внесли огромный вклад в башкирскую культуру. Далее, пожалуйста. Далее хотел бы остановиться на истории мизилинских башкиров. Ну, мизилинские башкиры, это территория Мизилинского уезда Уфимской губернии. Эта территория в 2020 году была включена в состав Татарской АССР. И известные люди, которые внесли также огромный вклад не только в развитие культуры, образования башкирского народа, но и всего тюркского народа, выходцы из этой территории. Вот хотел бы отметить историка Мурат Рамзи, видный башкирский религиозный деятель, историк, автор двухтомного исторического произведения «Тальфик аль-Ахбар», посвященного истории тюрков, уроженец деревни Аль-Метмуллина Мизилинского уезда, ныне Сарманский район Республики Татарстан. Мурат Рамзи, он башкир рода Байлар. Кстати, за прошлом году усилиями Салавиш Мухамметовича этот труд был переведен на русский язык, издан. Ризаэддин Фахриддинов, также мы все знаем, видный башкирский просветитель, ученый-востоковед, религиозный деятель, уроженец деревни Кычучатова, Бугульминского уезда, ныне Альметьевского района Республики Татарстан, башкир рода Юрми. Кстати, его сыновья Абдрахман и Абдулахат в начале 20 века также принимали активное участие в образовании, в движении за автономию Башкортостана. Далее, пожалуйста. Также хотел бы отметить то, что Актанырский Мизилинский уезд – это территория проживания выходцы башкирской дворянской роды Мутины, известные, выдающиеся Султановы, которые также внесли огромный вклад в развитие башкирского народа, но и играли огромную роль в жизни не только башкир, но всего мусульман, наверное, России. Это в первую очередь муфтий Духовного управления мусульман Мухаммедияр Султанов, его сын Искандербек Султанов, адвокат, выпускник юридического университета, Казанского университета, деятель башкирского национального движения, первый министр юстиции Башкортостана. Он в 2018 году возглавлял юридический отдел башкирского правительства. Мансур Султанов, также из рода Султанова, музыкант, фольклорист, работал до революции в Большом театре в Москве, затем преподавал в консерватории в городе Саратове, активно занимался сбором башкирского фольклора и в 2012 году издал сборник песен, башкирские и татарские мотивы. Султановы, они уроженцы деревни Мастеева, Мизилинского уезда, ныне Актанырский район Республики Татарстан. Ныне, да, деревня исчезла, нету, но память о Султановых, они внесли огромный вклад. Также можно сказать, также о башкирских дворянах Мутины. Они
этот род Мутинов свое начало берет в начале 18 века. Они были главами герейского рода. И Ильдархан Мутин, деятель Башкирского национального движения за автономию Башкортостана, государственный деятель, один из основателей Республики Башкортостан, Мухтар Мутин, видный башкирский режиссер, актер. Они уроженцы деревни Такталачук, Мизилинского уезда, Наньяковский район Республики Татарстан. Эти личности, как я уже отметил, также сыграли важную роль в жизни нашей республики, в истории нашей республики, внесли огромный вклад. Далее, пожалуйста. Также нужно отметить то, что из мизилинских башкир влиятельные играли огромную роль в истории нашей республики. Это, конечно же, Авзал Тагиров, видный государственный, общественный деятель, председатель Башкирского исполнительного комитета, один из создателей Союза писателей, сам он писатель, автор романов, уроженец Абдрахманова Бугуминского уезда, ныне Альметьевский район Татарстана. Также Такиулла Алиев, деятель Башкирского национального движения, инженер-энергетик, уроженец деревни Новозияшево Мизилинского уезда, ныне Актальский район. В 1943-1946 годах он возглавлял сооружение троллейбусных линий Свердловской, и, отдавая дань его работе, творческой деятельности, в Екатеринбурге в 2000 году усилиями Курултая Башкир Екатеринбурга его именем была названа улица. И вот недавно, пару лет тому назад, открыта остановка его имени, инженера Алиева, здесь вы видите. Таким образом, мензелинские башкиры также внесли огромный вклад в развитие нашей республики. Далее переходим мы. Да. Также нужно отметить то, что пермские, гайнинские башкиры, они вообще можно считать, что 18 век гайнинские, пермские башкиры сыграли важную роль в истории башкирского народа. Представители гайнинских башкир, можно считать, что они были лидерами всего башкирского народа. Это в первую очередь Туктамыш Ишбулатов, который башкирский рудопромышленник, старшина Гайнинской волости, который был избран депутатом уложенной комиссии от башкир Уфимской губернии, Уфимской провинции. Практически он представлял на уровне России императрица Екатерина II, представлял интересы башкирского народа. И в прошлом году, или в этом году же, да? В этом году или в прошлом году? Да, в прошлом году усилиями, вот им большое спасибо, усилиями Курултая Башкир Пермского края в селе Барда, в родном селе Ишбулатова, был открыт памятник, бюст Туктамышу Ишбулатову. И в том же прошлом году также была открыта мемориальная доска другому известному гайнинскому башкиру Исмагилу Тасимову, который в конце 18 века инициировал создание первого горного училища в Санкт-Петербурге, ныне Горный университет. Он уроженец деревни Куянова. Таким образом, гайнинские башкиры, пермские башкиры также сыграли важную роль в развитии
башкирского народа. Далее, пожалуйста. Далее мы переходим к оренбургским башкирам. Здесь стоит отметить, что оренбургские башкиры, они, конечно же, всегда играли неотъемлемую часть башкирского народа, всегда играли важную роль в жизни башкирского народа. Но в период 17-19 годов, начала 20 века, движение за автономию Башкортостана, движение по созданию нашей республики как раз таки зародилось ныне в Оренбургской области, в Оренбурге. Оренбург являлся центром движения за автономию, и основателями республики Башкортостан, безусловно, можно считать Сагита Мрясова, Аллаберды Ягафарова. Они вместе с Заки Валиди были избраны в мае 2017 года на Всероссийском мусульманском съезде членами Башкирского центрального шуро, руководящего органа по созданию Республики Башкортостан. Также нужно отметить Мухаммедхана Кулаева, который в начале 2019 года возглавил башкирское правительство, и в марте 2019 года в Москве от имени Башкортостана, башкирского правительства подписал исторический договор об образовании Башкирской Советской Республики. Также нужно отметить имя Ахмедуллы Биишева, государственного деятеля, активного участника также движения. И, кстати, в 2021 году, 100 лет тому назад, его усилиями как раз башкирский язык в башкирской автономии, Башкирской Советской Республики был объявлен вторым государственным языком нашей республики. И Карим Идильгужин, также видный государственный деятель, он в 20-е годы возглавлял Министерство просвещения нашей республики, также внес огромный вклад в развитие национального образования, башкирского национального образования. Далее. Конечно же, оренбургские башкиры сыграли огромную роль во всех сферах нашей республики. Выходцы, мы все знаем, видных деятелей культуры, видных писателей, инженеров. И вот то, что радует нас усилиями оренбургских башкир, точнее сказать, краеведа, общественного деятеля Фаниля Анваровича Ишбулатова. В этом году была издана книга «Известные башкиры Оренбургской области». Вот такую практику, конечно, хорошо было бы распространить и в другие регионы. Пока вот предполагается, планируется презентация данной книги. Дальше, пожалуйста. Другая часть, конечно же, сыгравшая и которые и ныне представители Челябинской области играют важную роль в жизни нашей республики, и ныне и активные представители и общественные деятели, деятели культуры, выходцы имеются из Челябинской области. Здесь я назвал бы пару имен, также основатели республики. Это Нуриакзам Тагиров, деревня Левашова, Аргаяшский район, Абдулкадир Инан, известный ученый, иммигрант, Абдулхай Иркабаев, соратник, друг великого Бабича, уроженец деревни Курманова, Хафиз Кушаев, государственный деятель, который в 20-е годы возглавлял нашу республику, и в октябре прошлого года усилиями также по инициативе исполкома Всемирного Курултая на здании Национального музея Республики Башкортостан в 20-е годы в этом здании находилась резиденция правительства Башкирской Республики.
была открыта мемориальная доска, посвященная Кушаеву, и Мулаевну Халикову, который занимал должность председателя Совнаркома правительства Республики Башкортостан. Здесь на это мероприятие приехали родственники Кушаева, односельчане. Здесь мы на фотографии видим. Далее, пожалуйста. И также хотел бы отметить известных людей, которые представлены в Курганской области. Это прежде всего, конечно же, Галимьян Таган, видный деятель, ученый, этнограф, уроженец деревни Тангрыкулова Курганской области, и Шариф Манатов, видный политический деятель, один из основателей также Республики Башкортостан. Таким образом, как мы видим, видные представители башкирского народа, представляющие исторический Башкортостан, всегда играли важную роль в жизни нашей республики, и они внесли огромный вклад в развитие, не только в развитие, но и в основании нашей республики. Дальше, пожалуйста. И мы считаем, что задачи исполкома Всемирного Курултая и Курултаев регионов Российской Федерации и других общественных организаций в первую очередь, конечно же, должна быть направлена на увековечение памяти выдающихся личностей Советского Башкортостана, не только, наверное, в Уфе, но и на местах, прежде всего, наверное. Второе, конечно, содействие изучению и публикации их творчества, научного наследия, потому что вот Шариф Манатов, Хафиз Кушаев, Галимьян Таган, они оставили огромное наследие. Пока что творческие публикации Галимьяна Тагана в какой-то мере уже были изданы, но, например, публикации Шарифа Манатова пока что над этим никто еще не работал, и в планах, конечно же, все это собрать воедино и, наверное, уже какие-то публикации, книги нужно издавать. Ну и еще один момент, наверное, укрепление связи с территориями исторического Башкортостана. Прежде всего мы видим активизацию деятельности землячеств регионов РФ в Башкортостане, потому что, мне кажется, связи между исполкомом Всемирного Курултая и Курултаев регионов недостаточно. И в этом плане вот, еще должны активизироваться, наверное, землячества, которые работают. Если нет, то их нужно создавать в Башкортостане, в Уфе, которые непосредственно контактировали, работали. Ну и, конечно же, издание книг, энциклопедий. Об этом уже и в других мероприятиях всегда поднимали вопрос. И, конечно же, должно быть, наверное, организация ежегодных мероприятий в регионах. Например, в Самарской области, наверное, литературные какое-то мероприятие, посвященное Хади Давлетшиной. В Курганской области какое-то ежегодное мероприятие, именно связанное с какой-то известной личностью и с этой территорией. И эти мероприятия должны, наверное, проводиться ежегодно, стать традиционными. У меня все. Мой доклад, если есть вопросы. Спасибо большое, Азат Шакирянович. Действительно, о людях так мало, коротко не поговоришь. Спасибо большое за основательный доклад. Мы узнали о происхождении башкирского народа, узнали об известных личностях. Теперь пришло время к раскрытию вопроса об особенностях башкир, проживающих за пределами Республики Башкортостан. Передаем слово Рафиру Асылгужину. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо за предоставленную возможность поговорить о моей любимой теме, о башкирах, которые проживают за пределами Республики Башкортостан, в первую очередь в регионах, где они являются не, скажем так, диаспорой, а коренными жителями. Ну, я уверен, что большинство собравшихся сегодня на нашем мероприятии, на нашей конференции, представители общественности, краеведов,
Они имеют представление о том, какие рода проживают на их территории Пермские. Я точно знаю, что они знают очень хорошо, какие у них рода проживают Челябинские, Курганские и так далее. Но, тем не менее, кое-что мы повторим, и, возможно, что-то вы для себя полезное узнаете и наметим, скажем так, направление совместной работы. Поскольку мы в нашей работе всегда ориентируемся на помощь наших местных общественников, на местных краеведов, и они нам очень серьезно помогают. И это же возвращается им в виде замечательных наших работ, брошюр. Вот видите на экране сейчас карты. Это совместный труд всего нашего народа, скажем так, с всех регионов. Каждый по крупице что-то добавлял, что-то исправлял, корректировал. Это наш совместный труд, и я надеюсь, мы в дальнейшем будем также активно совместно работать. Итак, начнем по порядку. Я хотел бы начать с Пермского края. Давай. Пермский край Республики Башкортостан, уже Азат Шакирянович говорил, что это, конечно, там проживает основная часть Пермского края, это территория проживания башкир рода Гайна. И мы постоянно, ассоциативный ряд у нас возникает, что Пермский край – это родина гайнинских башкир. Это действительно так. Бардамские окружающие районы – это расселение гайнинских башкир вплоть до южных пригородов города Перми. Там до сих пор сохранились две башкирские деревни – Башкултаева и Коянова. Но, тем не менее, необходимо отметить, что и юг Пермского края – это северная окраина расселения таких башкирских родов, как Уран и Таныp. Там до сих пор сохранились несколько башкирских деревень. Особых проблем, скажем так, в этом регионе какая? Это регион, который столкнулся, скажем так, с этнической трансформацией. Идет уже не первый год, не первое даже десятилетие трансформация в каком направлении? Благодаря усилиям, скажем так, Казани, Татарстана произошла некая деформация идентичности башкир этого региона. Введение, в первую очередь, благодаря введению обучения на татарском языке в школах Бардамского района и прочих районов Пермского края. Но сейчас, к счастью, эта тенденция, на мой взгляд, приостановилась. Может, я оптимист, благодаря усилиям... Оптимист, наверное, да, вот мне Салат Ишмаевич всегда говорит, что я оптимист, но, тем не менее, по моим наблюдениям, благодаря нашей активной работе краеведов, их публикациям, эта работа немножко приостановлена. Вот мы переживали, как будет перепись 2010 года, поскольку в 2002 году по сравнению с 1989 годом переписью серьезно сократилась численность башкир. И эта тенденция немножко, она снизилась. Вот. И, надеюсь, в этом году перепись покажет не только стабилизацию, но и некоторое увеличение численности доли башкир в этом регионе. Пойдем восточной по часовой стрелке башкиры Свердловской области. Там во многом похожа ситуация этнодемографическая. Там наряду, скажем так, с татаризацией происходит, и, конечно же, и русификация. В Свердловской области проживает три основных родовые группы. Это Кошсы, Упе и Сызги. Это небольшие Кошсы, и если Кошсы – это относительно крупный род, часть проживает в Мечетлинском районе, часть в Красноуфимском, Артинском районах Свердловской области, то род Сызги, например, это один из таких небольших наших родов, половина деревень, буквально 3-4 деревни на территории, видите, Красноуфимского района Свердловской области, на долине реки Уфа, а другая часть в Челябинской области, в Аргаяшском и, если не ошибаюсь, в Чебаркульском районах. А Упей – это еще тоже один из небольших родов, всего лишь 6-7 деревень. 3 деревни в Мечетлинском районе, остальные деревни Свердловской области, на долине реки Уфа, это Михайловский, по-моему, городской округ сейчас, или Нижнесергинский район, Нижнесергинский округ. Вот. А что, я, как я уже повторюсь, это относительно крупный район. Есть интерес у наших местных жителей. То есть многие с удивлением узнают, что они башкиры, и причем башкиры каких-то родов. Здесь необходимо нашему общественникам, нашим созданным, как и историко-культурному центру. Да, Светлана Ренатовна, насколько я знаю, я уверен, что она справится с этой задачей. Она активная девушка, молодая, и она справится с этой задачей. И все, что от нас зависит, мы делаем. Вот, в частности, мы выпустили вот такую замечательную брошюру «Башкиры Свердловской области». Там в краткой форме мы изложили материалы по истории этих деревень, по истории родов, которые проживают в Свердловской области. Дали материал по демографии, по этнографии, по языку. Дали общий такой понятийный аппарат, кто такие башкиры-вотчники, башкиры-припущенники, кто такие типтяри, татары и так далее. И тому подобное. Я уверен, что эта брошюра
И судя по отзывам, это действительно так, по отзывам от населения это действительно так, это справочник, брошюра пользуется популярностью. Ну, необходимо ее, конечно, нам дополнить. Вот по пермским и по свердловским башкирам нам удалось выпустить вот такие замечательные брошюрки. Вот, они в районы уже доехали, в эти регионы, и я надеюсь, в другие регионы компактного проживания башкир, Челябинскую область, в Оренбургскую область, в Татарстан, мы до них тоже доберемся и тоже такие же замечательные брошюры выпустим. Да. И вот сейчас мы готовим дополнительный тираж для Башкирско-Свердловской области. Сделали, да? Вот Юлаш Муханович подскажет, что сделали, поскольку тот тираж, который мы до этого делали зимой, он уже разошелся, и, что, как говорится, население просит еще. Вот. Пойдем тогда по Челябинской области, коллеги. В Челябинской области, конечно, проживает гораздо больше башкир. Это восточная часть исторического Башкортостана. Еще раз напоминаю, это мы сейчас говорим не о диаспоре, это коренные жители. Мы все, и мы ученые, и вы краеведы, и общественные деятели в этих регионах, которые проживают, вы четко должны помнить, как от зубов отскакивать, что мы не диаспорой, потому что иногда в некоторых публикациях, в некоторых выступлениях, с сожалением, можно услышать, что башкирская диаспора Челябинской области, например, или Курганской области. Не может быть такого. Мы коренные жители этих регионов. В Челябинской области наиболее компактная зона расселения, это, конечно же, северная, то, что районы к северу и к северо-западу от столицы региона. Челябинск – это Аргаяшский и Кунашакские районы. Специфика расселения, вот здесь, в отличие от, скажем, других регионов, в отличие от Свердловских башкир, от Пермских башкир, здесь, если даже посмотрите на карту, они расселены как вдоль рек, так и вдоль озер. Вот нас иногда спрашивают, а вдоль рек мало. На самом деле, вдоль реки Течи, вот основная река, где компактное проживание башкир, Течи, она, к сожалению, подверглась такой экологической катастрофе, радиации. Помните, да? Знаем, да, ведь мы, что в 1952 году был взрыв на атомной электростанции, и в результате все население было расселено. Многие слышали про расселенные татарские села, Муслюмово, например, но в гораздо большей степени, гораздо больше башкирских аулов было расселено. Многие катайские деревни вдоль реки Теча на территории современного Аргаяшского, Кунашакского района, они были расселены. Целый род у нас был Бекатин. У них к середине 20 века было 5 башкирских аулов рода Бекатин или Мекатин, как в источниках мы видим, чуть повыше севера Челябинска. Сейчас ни одной деревни их не осталось, они все были сожжены, а население было расселено в Кунашакский район, другие районы Челябинской области. Вот, итак, еще раз возвращаясь к зоне расселения, конечно же, как я говорил, наиболее компактная зона расселения Челябинской области – это Кунашакский и Аргаяшский район. Там проживают в основном наиболее крупные рода – это Айле и Катай, но и Табын еще, вот, очень важно отметить, Табын. Но также есть и небольшие роды. Вот, как я уже упоминал, Сызги, есть небольшой род Сырлы, Черлинская область была, Черлинцы, Сальюты, Сынгрянцы и Терсяки. Есть еще несколько мелких родов. Вот основные роды. Вот, и считается, что вторая по численности группа башкир после Республики Башкортостан – это Челябинская область. Ну, на мой взгляд, это не совсем так. Попозже чуть по этому поговорим. Можно Свердловскую область? Свердловская. Свердловская, извиняюсь. Курганская область, Курганская область. Да. Ну, к юго-востоку от столицы региона, Челябинска, на территории Курганской области, тоже есть зона компактного проживания башкир. Это Альменевский и Сафакулевский районы. Там проживает, если... В Сафакулевском районе проживают сарты и потомки рода Сарт, Калмак, Табын. Есть одна или две деревни, если не ошибаюсь, из рода Кувакан. То в соседнем восточнее расположенном Альменевском районе проживают в основном катайцы и айлинцы. По поводу Курганской области, коллеги, мне бы еще хотелось бы напомнить, что по документам, по ревизским сказкам, по метрикам, чуть севернее вот этой зоны компактного расселения находится Щадринский и Шатровский район. Там по документам также были башкирские поселения, так называемых косылбаевских юрт и так далее. 3, 5, 6 деревень там было, где фиксировались башкиры. Это, напоминаю, Щадринский и Шатровский район. По этому поводу выходила моя научная статья в журналах научных.
Вот. И тоже есть интересные истории, их тоже надо как-то вот доносить до них историю, и составлять им родословную родов конкретных семей и родословную их населенных пунктов. То есть у нас еще есть над чем работать и в Курганской области. По поводу Челябинской области, также вот нами недавно было обнаружено, что вот есть как бы считающаяся татарская деревня Аминево, это вот на реке Уй, есть деревня, башкирская деревня, это на юге Челябинской области, из рода Тылява. Так, Вячеслав Шуханович? Вот вы обнаружили деревню Аминево? Да. Вот, А какой район? Это Уйский район. Уйский, по-моему, район, да. Вот, рядом район. с Погодеево. Сейчас у нас, да, к Тылевской волости, по всей видимости, относится. Да. Там вот один из старших. Потому что это Амин Ибраев, это было, вот он в источниках идет, как, значит, пугачевский полковник, и он там написан, значит, был башкир Тылевской волости, и вот они, значит, Южнее можно. по ревизским сказкам они переселились, видимо, в результате, вот когда это восстание, значит, подавлялось, они выселились из Тилевской волости и там сели вот на той земле и стали тептярами, а тептяре вся деревня, и потом со временем они потеряли как бы идентичность, ввели татарский язык и так далее. Ну, видимо, там еще в связи с участием в восстании жители как бы рекламировали свое башкирское происхождение. Ну, вот это по поводу Челябинской области. Вот, сейчас попробую ее найти. Вот она, вот, если посмотреться, она есть. Ну, в любом случае, эта карта, этнографическая карта на свободном доступе, она есть на сайтах, да, на различных сайтах есть, она, можете посмотреть. Вот. Дальше идем по часовой стрелке. Также еще я забыл сказать, что на прилегающих к Башкортостану район, Касымский район, как же еще район-то? Один из районов там, так, можно карту чуть. Куда? Там тоже есть башкирские 3 деревни, Петрушкино. Западнее. Да, западнее, вот возле Кигинского. Возле Кигинского района, вот так уже границы наделили так, что часть башкирских деревень тоже попали в Челябинскую область, которые прям прилегает к Башкортостану. Ну, на карте вы этих можете их увидеть. Пойдемте тогда к Оренбургской области, коллеги. В Оренбургской области также есть зона компактного расселения башкир. Можно выделить условно восточную и западную зону расселения в Оренбургской области, компактного расселения башкир. На востоке это Гайский, Кувандыкский, Саракташский и прилегающие к ним районы. Там в основном проживают башкиры рода Усерган. И частично Кыпчак. Ну, в Саракташском районе в основном кипчаки. Ну, вот по поводу Саракташского района также надо сказать, что там есть деревни Кабанкино, Бектимирово, идентичность которой немножко претерпела изменения, но так, двойственная идентичность, вроде как население помнит, что они башкиры, но обучение было на татарском, поэтому какая-то вот произошла деформация, небольшая, скажем так. Вот. Ну и западнее, так называемые токчуранские башкиры, это Красногвардейский, Александровский район, там в основном, конечно, проживают башкиры рода Табын. И частично минцы. Они по языковому влиянию оказали, под влиянием демских башкир, они немножко похожи говор на демских башкир. Это токчуранские башкиры. И западнее них, вот мой коллега Азат Шакирьянович показывал, есть еще осетиевские башкиры. Мы о них долгое время не знали, буквально в последнее время только узнали, начали интересоваться их историей. Вот Азат Шакирьянович показывал карту башкирского войска, так и расселение, расположение Земель башкирского войска. И там видим, что сплошное было расселение между тукчуранскими и осетиевскими башкирами вплоть до Самарской области, до Похвесневского района Самарской области. Там проживают башкиры, потомки башкир рода Кипчак и Тамьян. Вот. Ну, сейчас это уже такой небольшой островок, причем вот этот островок на реке Кинель, Большой и Малый Кинель, у них уже серьезная деформация произошла этнического самосознания. Они себя большинством, конечно, в большинстве своем идентифицируют как татары. Ну, кое-какие подвижки идут, местные краеведы на нас выходят, интересуются своей историей. Я думаю, историю еще можно, так сказать, возвратить. Ну, буквально несколько слов о иргизо-камиликских башкир. Очень много подробно о них Азат Шакирьянович говорил. Но подробно о них не будем говорить. Единственное, только хотелось бы добавить здесь, что там каждая из этих деревень, которые находятся ныне на стыке Самарской и Саратовских областей, это Пугачевский, Перелюбский, Большечерниговский районы, они все деревни смешанные. Там проживают бурзянцы, кипчаки, тангауры, катайцы, минги, усерганцы и прочие представители прочих родов. В начале 20 века многие жители этих деревень
вернулись, в том числе Баймакский район. Очень много, как уже Азат Шакирович говорил, деятелей, выходцев из этих деревень, иргизо-камеликских деревень, оказали существенное влияние на становление Башкирской республики, на многие ее части. Ну и последнее, по часовой стрелке, если пойти, это, наверное, республика, можно на север, покажите, где Татарстан, попробуем. Это республика Татарстан. Еще раз напомним, да, Азат Шакирович об этом говорил, восточный район Татарстана, это один из 12 районов республики Татарстан, это зона компактного расселения башкир, и там и поныне проживают потомки башкир. Там не было никакого геноцида, был только, можно сказать, этноцид языковой, культурный этноцид, о чем можно открыто говорить. Там также проживают потомки башкир родов в Мензелинском уезде. Это потомки байларцев, гирейцев, енейцев, кыргызов и других родов. На территории бывшего Елабужского Сарапульского уезда также проживают байларцы и енейцы. Южнее, на территории бывшего Бугульминского уезда, там также ныне находится 5-6 административных районов Республики Татарстан, где основу башкирского населения составляют юрмийские башкиры, также там проживают, помимо племени или родовой группы юрми, также проживают байларцы, кыргызы, есть 2 крупные еландские деревни в Бавлинском районе. То есть это большая часть башкирского народа, который, к сожалению, сейчас существенно утратил свою идентичность. Буквально там несколько десятков людей помнят четко свою идентичность. Вот. Есть лечение для этого очень хорошее. Это составление истории деревни, составление своей родословной. И это очень сильно помогает. И, на мой взгляд, по моим подсчетам, именно Татарстан, именно восточные районы Татарстана, это зона компактного расселения башкир, и это вторая по численности часть башкирского народа после Республики Башкортостан, а Челябинская на 3-м месте. Здесь гораздо больше населенных пунктов башкирских, и эти населенные пункты, они, как правило, крупнее населенных пунктов Челябинской, Курганской, Оренбургской областей. Если очень коротко, вот что я бы хотел сказать. Еще раз напоминаю, что мы в ближайшие годы будем совершать также экспедиции, будем уточнять в том числе эту нашу историко-этнографическую карту башкир, составлять справочники, брошюры. И еще что бы хотелось бы сказать, чтобы уточнить историю от этих родов, которые проживают за пределами Башкортостана. Также было организовано где-то около 10 лет назад, в 13-12 годах, этническое, генетическое исследование этих родов. Мы прям по родам брали, по деревням ездили, включая Челябинскую область, Пермский край, Свердловскую область, конечно же, Оренбургскую область, и добрались и до Восточного Татарстана. И эти данные показали, что эти башкиры являются неотъемлемой частью башкирского народа. И эти материалы нашли свое отражение в многочисленных наших публикациях, в том числе и в многотомной истории башкирских родов, о которой большинство собравшихся на нашей конференции уже прекрасно знает. Спасибо за внимание. Извините, что занял немножко ваше время. Спасибо большое за виртуальное путешествие по России. А следующее мы говорили, откуда башкиры, теперь узнаем, куда. Передаем слово Юлдашу Юсупова. Спасибо большое. Спасибо большое участникам, спасибо большое организаторам. Действительно, очень важное, нужное мероприятие. Единственное, наверное, давно надо было его провести, поскольку мы уже второй, не второй, конечно, мы регулярно, но по большому счету с 2019 года мы проводим именно научные, ориентированные именно на формирование такого научного дискурса, круглые столы в регионах и посвященные регионам, башкирам, проживающим в регионах. То есть первое у нас, я помню, была тогда Саратовская область. Мы, несмотря на то, что башкиры Саратовской области проживают достаточно на большом отдалении от, собственно, центра областного, от Саратова, ближе к Башкирии, так сказать, мы все равно провели это в самом областном центре, в университете. Было очень положительно все это воспринято. Очень хорошо, на высоком научном уровне прошел этот круглый стол. Мы были на самом деле новинкой для саратовских ученых и в целом для такой новостной повестки Саратова.
И, собственно, потом мы продолжили эти подобные круглые столы. То же самое мы провели в Самаре. То есть, опять-таки, независимо от того, что где находится областной центр, мы заходим в областной центр, мы заходим в университеты, мы продвигаем, можно сказать, там нашу тему, да, башкирскую тему, поднимаем эти вопросы, обсуждаем на таком высоком научном уровне. И мне кажется, вот именно с этих позиций сейчас необходимо нам осмыслять, кто такие башкиры России, башкиры, проживающие за пределами Республики Башкортостан. И, собственно, конечно же, достаточно значительная часть этому уделено в стратегии развития башкирского народа. Как мы знаем, стратегия состоит из 10 инициатив. И одна из этих инициатив, одно из направлений является как раз-таки, оно, собственно, и называется даже «Башкирские сообщества на межрегиональном и международном пространстве». Здесь стоит задача основная – поддержка связанности территорий с башкирским коренным населением, территорий с башкирским коренным населением и башкирскими диаспорами. Здесь мне вот... Если начнем так с методологической точки зрения, мне представляется, мы должны четко с вами разделять, где башкиры коренное население, где, так сказать, начинается исторический Башкортостан, где он заканчивается, где его, так сказать, исторические границы. И мы должны понимать, где башкиры являются диаспорой. То есть в данном случае мы должны конкретно это разделять, чтобы, так сказать, самих себя не заводить в тупиковую ситуацию. И во всяком случае, это, во-первых, и отношения, это и настрой самих башкир, проживающих в этих регионах, должен, соответственно, выстраиваться. Взаимоотношения с администрациями тоже на соответствующих положениях должны выстраиваться. Да? Иногда вставать на принцип, иногда действительно обосновывать, что, так сказать, в каком положении наши позиции должны быть обоснованы в данном случае. И здесь, наверное, самый яркий пример мы видим у наших соседей, да, где буквально вот астраханские нагайцы есть, да, у них как бы априори было вот просто закрыли глаза и говорят, все, там татары, все, ничего не надо и так далее. Астраханские татары. В итоге, у самих-то, оказывается, само население не спросили, и в итоге, оказывается, 20 тысяч нагайцев, оказалось немного, да, небольшое количество, а практически вся вот этот вот дискурс, он в одном из таких ключевых направлений, да, для наших соседей братского народа, да, он оказывается в таком кризисе, да, идеология тотализма, она, очевидно, вступает в такой кризисный этап, да, и именно из-за того, что в свое время, наверное, не была такая проделана какая-то осмысленная работа, внимание, как башкиры, в какое положение, какое историческое положение они занимают, и кто они по большому счету такой, в каком, грубо говоря, в каком обществе они живут, можно сказать. Надо было все это осознавать. И сейчас мы должны в данном случае четко понимать, что понимание работы с башкирами, например, в Владимирской области, да, где, безусловно, башкиры есть. Да, вот я буквально 2,5 года назад был, или 2 года назад был на Сабантуе, башкиры в Владимирской области. Или в Твери, которые проживают, да, это одна ситуация. Или то же самое Хмао, Сургуте и так далее. А другое дело, когда мы имеем с башкирами того же Пермского края, Оренбургской области и так далее. То есть это разные подходы, разные взгляды, разные позиции. И здесь, как мне представляется, именно если мы говорим о коренной территории, там, где башкиры являются коренным населением, мы должны говорить о формировании вот как раз-таки такого адекватного научного дискурса и переводить этот дискурс именно в областные центры, в научные центры, чтобы информационная повестка велась на областном уровне, на краевом уровне. То есть, например, проходит мероприятие той же Свердловской области, да, то есть оно не касается отдельно там 2-3 районов, да, хотя и там тоже нужно, да, все это делать, но оно и выходит на областной, на краевой уровень. То есть это мы должны понимать и к этому должны стремиться. Но это частность, я думаю, и если посмотрим на стратегию, я рекомендую все же ознакомиться всем с ней.
чтобы нам представляется, что мы старались отразить такие ключевые, так сказать, направления развития башкир в таком на межрегиональном пространстве. Здесь, конечно же, первым стоит инициатива – это поддержка изучения башкирского языка, культуры и истории в образовательных организациях субъектов РФ, в том числе открытие башкирских классов. В принципе, здесь все понятно, такой опыт есть. Это не новый опыт, он должен продолжаться, это это у нас такой положительный опыт. Далее идет привлечение детей из субъектов РФ в профильные лагеря по изучению башкирского языка, культуры, истории башкирского народа. Я бы хотел здесь пояснить, что такое профильные лагеря. Я бы здесь обратил внимание на инициативу третью, создание башкирской детской подростковой молодежной среды. Что подразумевается под подобными лагерями, детскими лагерями? В частности, здесь пишется в третьем направлении создание специализированных летних образовательных лагерей для детей с углубленным изучением башкирского языка и профильных курсов по подготовке к ЕГЭ по химии, физике, математике, биологии и так далее с привлечением лучших педагогов Башкортостана и России. То есть ситуация следующая. Живет семья какая-нибудь, да, там в Челябинской области, да, или Свердловской области, да, и, конечно же, их нужно привлечь так, чтобы посещение этих лагерей было с максимальной пользой для и самих семей, для детей и так далее. И здесь, конечно же, это все будет, если будут учреждены такие лагеря, и, то есть специализированно, и здесь это будет большой плюс на самом деле. Системная работа по просветительской деятельности. Кстати, да, это что касается детской и подростковой среды. То есть мы должны формировать. Это не только подобные детские лагеря, но и башкирские гимназии. То есть здесь должна быть более системная работа, как мне представляется. Но, во всяком случае, я знаю, что Министерство образования буквально в последнее время действительно в этом направлении наладило работу. И идет достаточно системный прием детишек из регионов в наши гимназии. Кстати, не только в гимназии идет речь и не только башкирские гимназии, там Алимхаметовка и так далее. Туда, в принципе, тоже идет некий такой этот процесс, я фиксирую во всяком случае. Также отдельная тема – это студенческая молодежь. Тоже она касается межрегионального пространства, поскольку, как мы знаем, достаточно большое количество нашей молодежи, башкирской молодежи, независимо от того, в каком регионе они проживают, они оказываются в одном вузе. Там вуз, там, я не знаю, Москвы, Казани, Питера, там, я не знаю, Ижевска. Кстати, Ижевск мы недооцениваем в данном случае. Туда приезжают как башкиры, студенты Челябинской области, так и башкиры Башкортостана и так далее. И в данном случае надо создать условия. У нас, слава богу, хорошо работает ассоциация, да, студенческого землячества, да, для того, чтобы вот это взаимодействие между студентами Питера, Москвы, там, Казани, Челябинска, Ижевска, оно было более тесным. То есть, чтобы эта коммуникация была на регулярной основе. Например, человек, студент, прошел наши детские лагеря, отучился, возможно, в наших гимназиях, да, и он попадает в студенческую среду, например, в Казань. Чтобы он в Казани не потерялся, например, он из Пермского края, да, чтобы он не потерялся где-то там и среди других общественных организаций не затесался, а чтобы оказался опять в нашей среде, в Казани, да, что наша молодежная организация ежегодно, она проводит там, например, Сабантуй, там, в Москве, и этот человек имеет возможность выехать в Москву, выехать в Челябинск к своим таким же вот студентам, и там, собственно, формировать вот эту студенческую среду. Она очень креативная, очень перспективная в данном случае, и этот сегмент нашего общества мы ни в коем случае не должны упускать. Это как раз-таки касается такого межрегионального взаимодействия. Дальше идем. Опять в направлении 9, да, то есть работа с сообществом на межрегиональном пространстве. Системная работа по просветительской деятельности в регионах.
То есть это создание книг, брошюр. Ну, Рафиль Ильгатович уже сказал, что мы, собственно, в этом направлении с прошлого года работу, я думаю, начали очень хорошо. Собственно, она и до этого была. Здесь ее надо просто продолжать. То есть в данном случае издание брошюр. Мы сейчас доп-тираж уже Рафиль Ильгатович сказал по Свердловской области. Я надеюсь, аналогичные также будут созданы аналогичные брошюры по другим регионам, по Оренбургу и так далее. Ну, создание телерадиопередач, в том числе на северо-западном диалекте. Северо-западный диалект, кстати, мне кажется, на межрегиональном пространстве прям самый такой основной упор, как мне представляется, самая главная инициатива должна, так сказать, была быть направлена именно на Пермский край и на Свердловскую область, где действительно вот именно северо-западный диалект станет неким таким новым большим основанием для поддержки нашей башкирской идентичности. И, конечно, взаимодействие с историко-культурными центрами, которые сейчас созданы, их надо насыщать. Я уже и во время 5-го Всемирного Курултая Башкир я уже высказывался по этому поводу. ИКЦ должны обладать функциями взаимодействия, во-первых, как с информационной средой, то есть практически выполнять работу пресс-служб. Светлана Ринатовна это прекрасно знает, она прекрасно это, и, кстати, Нурия, когда работала, прекрасно все это знает, что это одна из, наверное, самая главная работа в данном случае, ну, наверное, не самая главная, но ключевая работа. Да. Второе, конечно же, взаимодействие с местным сообществом, башкирским, да, то есть уметь привлекать, активисты, уметь взаимодействовать. И не только в рамках мегаполиса, там, да, Свердловск, Екатеринбург, там, Пермь или же там Челябинск, но и в рамках, ну и на местах, с сельским населением и так далее. То есть навыки такие. Ну и, конечно же, здесь, наверное, главный такой элемент – это умение взаимодействовать с администрациями. Потому что администрации нужно хорошо показать свою межнационалку. Для них это всегда не совсем иногда приятная тема, иногда она неудобная. Немногие на самом деле умеют работать с этой межнационалкой. А башкирские ИКЦ в данном случае имеют такие навыки взаимодействия на этом уровне, и они могут быть хорошим подспорьем и помощниками как раз-таки вот этим отделам ответственным, кто отвечает за внутреннюю политику и межнациональные отношения в регионах. И они должны находить в этом опору, как я считаю. Вот. Например, хорошее взаимодействие налажено в Самарской области, очень отличное. Там Осипова практически она очень хорошо поддерживает и самарских башкир. Вот. Дальше системная работа с общественным активом, работниками ИКЦ. Ну, это все понятно, я сказал. Ну и интеграция башкирских диаспор в общественное информационное пространство. И здесь имеется в виду как раз-таки интеграция тех самых башкир, которые проживают за пределами исторического Башкортостана. То есть, например, Владимирская область, я уже упоминал эту область, на самом деле один из самых таких ключевых регионов в России, можно сказать. Ну, понятно, это связано с принятием православия и так далее. То есть, и здесь именно в статусно-ролевом положении башкир в России, мне кажется, вот такой регион, он один из самых таких главных. Я уже не говорю про регион, как Москва и Петербург, да. И вот там тоже мы должны, по большому счету, работать с диаспорами, проводить там, не забывать ни в коем случае там не те же самые Владимирскую, Тверскую или Рязанскую область и так далее, проводить такие же наши Шежере-Байрамы, Сабантуи, хотя там, казалось бы, до этого не проводили, но на самом деле для многих, для населения той же Владимирской области это большая диковинка провести Сабантуй. Что это для них и так далее. Они просто не знают, да. И мы можем с этим зайти. Что такое Шежере-Байрам, что такое праздник родословный. Это нам кажется очевидным все это. А для них это совсем не очевидная вещь. И я уверен, что мы вызовем такое удивление у них, что так, оказывается, можно тоже работать. А вот эти все и родословные и так далее, там достаточно развито все это дело. Ну и я уж не говорю, что в таких регионах, как тот же самый Владимир, выходить на областной уровень в информационном пространстве.
Вот. Ну и дальше у нас пункт создания условий для возвращения Башкирии в Республику Башкортостан. Это тоже встав такое больше инициатива Рафиля Ульгатовича, который специалист здесь является в этом направлении. Ну, работает, возвращается. Возвращается, да, слава богу. На этом я хочу закончить свой спич. Спасибо большое за свой доклад. Спасибо большое, Илдаш Мухамматович. Действительно, по линии СМИ тоже предложили несколько проектов. Как они осуществятся, мы, конечно, с вами посоветуемся, все это расскажем и с участием наших коллег из 6 регионов России. Скажите, пожалуйста, наша техническая служба сейчас отошла. Если есть вопросы в чате, Амир Рахматуллина мы попросим. Издалека не вижу, сможете зачитать? Вы зачитайте, пожалуйста. Hasan ikincisi ülkelerden ağıllarının məlumatı kirib sağa arxivda, baş arxivga kirhan tek Башкортстанның yerine var. Азат Шакирянович, вам прокомментируйте, пожалуйста. Ну, 20-й год перепись нужна, 36-й. В архиве, на сайте Башархив первоначально, конечно, были выложены документы сельхозпереписи, подворные карты переписи 17 года, сельхозперепись 17 года. Но сельхозперепись 17 года только по Уфимской губернии. По Уфимской губернии, ну, Башкортостан, мы знаем, что охватывает территории, бывшие территории Уфимской и Оренбургской губернии, большую часть. А данные документы по Оренбургской губернии, сельхозперепись, к сожалению, не сохранились, поэтому вот, наверное, у людей такое ощущение, что эти документы только по Республике Башкортостан. Но мы начали материалы ревизии, которые лет 10 тому назад уже были на сайте Управления по делам архивов. Мы сейчас переводим на сайт Башархив в более улучшенном варианте, можно сказать, с привязкой населенных пунктов к нынешним территориям, районам. И над этим работа идет. Мы ныне уже выложили материалы ревизии 1859 года, Бирский уезд, Белебейский уезд. Ныне работаем над материалами ревизии Стерлитамакского уезда, и работа потихоньку идет. Работа такая трудоемкая, потому что привязка населенных пунктов, указанных в 18-19 веке, привязка к нынешним территориям, это сложная работа. Получается, целое, как говорится, нужно проводить исследования, сопоставить документы. Некоторых населенных пунктов нету, получается, где-то были включены в другие населенные пункты, где-то были переименованы, поэтому это вот такая трудоемкая работа, чтобы облегчить задачу тем людям, которые интересуются своей историей. В целом вот работа идет. То есть, если у вас точный какой-то вопрос, Азат Шакирянович у нас медийная личность, можете ему в Фейсбуках, в социальных сетях написать, да, либо... Основные документы, конечно, вот материалы ревизии 19 века. Эти материалы, в принципе, я еще раз повторюсь, они были отсканированы и выложены в интернет еще лет 10 тому назад, в конце 10-х годов, это 8-9 годы, но без привязки. Поэтому там поиск усложнялся тем, что названия населенных пунктов были указаны, как были указаны в документах, поэтому поиск этих населенных пунктов усложнялся. И ныне мы как раз над этим работаем, чтобы облегчить задачу краеведам, тем всем, которые интересуются. Азат Шакирянович, а можно вопрос тогда попутно? Вот вы сказали, перепись 1917 года, сельхозперепись, она по Уфимской губернии. А может быть, аналог же у нас есть 1920 года, материалы есть, а они не планируются по, здесь, скажем так, юго-восточной части Башкортостана, опять-таки технические
тоже трудоемкая работа, мы над этим работаем. Идет сканирование документов, подводных карточек, сельхозпереписи 2020 года, поэтому со временем, может быть, также эти материалы будут выложены на сайт Башархив. Ну, вообще проект Башархив как раз был задуман как такой комплексный сайт, портал, где будут сосредоточены все эти материалы переписей 19 века, ревизии материала и, конечно, сельхозпереписи 20-х годов. Ну, в идеале, наверное, еще и метрические записи. Я вот, насколько слышал, в Казани уже начали работать по оцифровке метрических записей. У нас тоже, по-моему, идет, так? Ведь Здесь, наверное, может быть, да, может быть, даже можно было бы те, которые уже сделаны, некоторые, например, по проекту «История башкирских городов», некоторые части, даже и метрические, и материалы переписи 17 года, 20-х годов, 26 года, или материалы ревизии, они набраны. Вот хорошо было бы, если эти материалы как сделать как поисковик, чтобы облегчить, потому что одно дело там... Это целый грантовский проект, да? Заинтересованное лицо, например, нашел нам свою деревню, там в ревизии, это нужно полистать, а так, в принципе, можно в поисковике набрали населенный пункт, там фамилию родственника, там деда и так далее, там уже будет, как говорится, более облегченный. Да, давно это уже обговаривается, да, что человек набирает в своей деревне, и все материалы, которые есть в архиве, в идеале должны быть там и ревизские сказки, и... Это персонально, я имею в виду, не только там населенные пункты, даже персонально, например, какие-то фамилии уже должны выводиться, чтобы... Вот, да. Я знаю, в Казахстане такая работа ведется, у них со своей спецификой. Это трудоемкая работа, это вот не одного дня. Да, да, новый проект, да, рождается у нас. А Сафилла Вильданов из Самарской области пишет, что нас не слышит. Вы можете вопрос написать в чате. А если у нас нету вопросов, то давайте тогда приступим ко второй части. Есть. Ага, слушаем вас. Вопросы есть. Я подключился, Хайли. Я, конечно, подключился не в начале конференции, но по программе что-то я услышал. Главное, у меня есть пару вопросов, которые бы вот в такой формат, когда собрались у нас ученые, историки, те, которые занимаются конкретной историей наших башкир. Сейчас в этом году продолжаем вот по программе увековечения памяти знаменитых людей. Азат Шакирьяновича немного только успел услышать по ее докладам. Но у меня вот конкретно просьба. При продвижении вот этого проекта увековечения памяти наших знаменитых земляков мы столкнулись с проблемой согласования установки памятных досок, памятников, скульптурных фигур. Поясню коротко, чтобы не задерживать внимание, но, возможно, многие уже сталкивались с тем, что у нас население башкир не очень много, в процентном отношении. Мы компактно проживаем, здесь уже говорили, мы Самарскую область представляем, Амар Башкиртлара. Представляем в двух районах, Большечернинской, Большеглушицкой. На сегодняшний день у нас достаточно большой проект. Если меня слышите, неустойчиво говорить. Слышно. Большой проект – это увековечение памяти нашего знаменитого земляка, башкирского языковеда Габаз Давлетшина. Мы планируем ее установить в райцентре, село Большая Глушица, это Большеглушицкий район. В этом районе как раз есть наше башкирское село Ташвулат аула Башкирса, Ташкустянова, откуда родом Габаз Давлетшин. Благодаря нашему тесному взаимодействию депутатом Государственной Думы Александром Есеевичем Кинштейном, мы этот проект практически через Башкортостан. Сейчас Башкортостан нам помогает
по поводу реализации этого проекта, установки скульптурной фигуры, бронзовой фигуры данному нашему земляку. Но проблема места установки в центре села. Достаточно консервативное население в этом селе. Большинство, абсолютно 90 с лишним процентов, это русское население. Выходцы из западных частей, вот переселенцы западной частей России и восточной части Украины. Но не согласовывают на сегодняшний день. Я не хочу здесь как-то эмоции свои высказать, но во всяком случае на сегодняшний день проблема у нас какая? Проблема информационная, составляющая для того, чтобы продвинуть этот проект, показать максимально историю нашего, нашего знаменитого земляка, выдающейся личности. Это подготовить определенный цикл передач. Это телевидение, то есть нам необходима помощь в организации формирования материалов для того, чтобы разместить телевидение. Есть местное, есть у нас городское Самаре и областное, для того, чтобы представить, как нам уже подсказывали из Республики Башкортостан, ненавязчиво об истории башкир, о знаменитых людях из уроженцев из Самарской области, именно башкир. И, конечно же, и средства массовой информации в газетах и журналах. Поэтому вот не хотелось бы быть таким потребителем, но во всяком случае тот ресурс, который есть у нас в Республике Башкортостан, и мы бы хотели получить эту помощь. Но действительно тяжело объяснять людям, консервативным людям, когда, ну, если по-простому говорить, воевать так вместе, а есть что-либо увековечить, каждый у себя в селе. Ага, Поэтому спасибо вот за вопрос. такая... Ладно, перейдем. Да, спасибо за вопрос. Вот медийный план тогда давайте мы с вами совместно разработаем. И у нас уже ученые писали, да, у наших уважаемых ученых уже есть статьи, тогда мы просто остается технический вопрос и вот выход вашего телеканала. Спасибо за вопрос. Давайте приступим к второй части доклада. У нас региона на связи. Первым у нас на связи Башкирский историко-культурный центр в Курганской области. Главный специалист у нас Ильяс Бадриддинов. Ильяс Имабаевич, представьте, пожалуйста, ваших гостей. Мы даем вам слово. Регламент 5 минут. Бадриддинов у нас. Слышно меня, да? Слышно. Хаумахарат. Кадрлы милләттәштәр, Курган башкортларынан барыгызга кайнар сәлам. У нас сегодня в аудитории присутствуют краеведы, историки, заместители главы района по социальной политике, по экономике, также заведующий отделом образования. Башкиры Курганской области у нас являются коренным населением нашего региона. В основном они компактно проживают в юго-западной части области, в Альменевском и Сафакульском районе. С 1919 года по 1924 год Альменевский и Сафакульский районы входили в состав Ялана-Катайского кантона Башкирской ССР. Согласно переписи 2002 года на территории области в Башкирии проживало 15 тысяч человек, что составляло 1,5% от общего числа всего населения области. А в 2010 году численность населения башкирского составляла чуть больше 12 тысяч. Это 1,4%. К большому сожалению, отток башкирского населения, да и не только, продолжается и сегодня. На территории области проживают в основном представители 4 родов. Это Катай, Айлы-Катай в Альменевском и Сарт и Халмак в Сафакулевском районе. Есть и представители других родов. Нашего региона вышли известные знаменитые личности башкирского народа. Это, как уже я повторяюсь, наверное, Галимян Таганов, ученый-востоковед, Шарифян Манатов, это первый председатель Башкирского ШУРО, который непосредственно стоял у истоков российского федерализма. Также братья Магазовы, все они выходцы из Альменевского района. В годы Великой Отечественной войны наши земляки, как и весь советский народ, достойно защищали нашу родину. Это
полные кавалеры орденов славы Хусаин Закиров, деревня Аскарова, и Шагадат Кадыров из деревни Калмык-Абдрашева. Нашими краеведами и энтузиастами ведется большая работа по увековечению памяти исчезнувших башкирских деревень. Памятные знаки и стеллы, обелиски были установлены на месте бывших населенных пунктов, такие как Бурулайгырова, Кутлубай, Аттыкай, Хайтак, Уртяй. В этом году мы планируем открытие памятного знака на месте исчезнувшей деревни Куйсановой. Вот у нас сегодня в аудитории также присутствует наш аксакал Ахмеджанов Махмедян Маскудьянович. Он является у нас председателем Совета ветеранов района. Человек, который первым организовал установку памятного знака на месте исчезнувшей деревни. И разрешите мне на этом закончить свое небольшое вступление и передать слово Махмедяну Маскудьяновичу Ахмеджанову. Хайырлы кич, кадерле иптештер, сизге Курган өлкө Сафакүл башкортлорунан кайнар салам. Барыгызга саулык телейм. Yer şarında yayılıp gelgen nasar virüs явышмаһын. Вот такое вот нужное мероприятие, самое главное, чтобы имело результат в деле сохранения истории, культуры, обычаев, традиций нашего башкирского народа. К вашему вниманию предлагается мой такой на 50% укороченный рассказ значит, из жизни предков. Был далекий 1959 год. Лениво со стороны деревень Малая Бишкама, Большая Бишкама всходило солнце. Просыпалась обычная башкирская деревня-глубинка Бурулайгырова. Первые лучи солнца падали на минарет мечети, разноцветные стекла которой распространяли на маленькую деревеньку своеобразную радугу, положительную ауру. Думается, такое архитектурное сооружение являлось ангелом-хранителем деревеньки и его жителей. Удобно расположившись у печки, поправляя кочергой догорающие дрова, любуясь разноцветными языками пламени, 40-летний мужчина думал о предстоящей свадьбе сына. На полном согласии и доверии прошло сватание. Правда, немного был завышен размер колыма за невесту. Вместо обычных 4-5 пар гостей с каждой стороны родители невесты назвали дополнительную 6-ю пару. Радовало то, что невеста еще в младенческом возрасте была предварительно определена, засватана за их мальчиком. Был проведен существующий по тем временам обряд. Оба, 5-летний мальчик и девочка, по одному разу легким касанием зуб поочередно выполнили легкий укус мочек ушей каждого. Это было своеобразным символом, скреплением печати устной договоренности родителей. Свадьба проходила в течение полной недели, целых 7 дней. 3 дня у родителей невесты, 4 дня у родителей жениха. Каждая пара со стороны невесты и жениха имели своих гостей, кунак. Никто в течение праздника без присмотра и внимания не оставался. Исключались случайности, которые могли привести к несчастным случаям, другим негативным явлениям. Ведь на столько дней собирались вместе совершенно незнакомые люди, каждый со своим характером, нравами, уровнем своей воспитанности. Только спустя годы, пройдя не один круг общения, иногда и разногласий, они постепенно становились родными, дорогими и близкими. Возьмем, к примеру, свадьбу, которая проходила зимой. Каждый участник свадьбы готовил снаряжение себе конную санную повозку. Уровень оформления зависел от состояния обеспеченности хозяина. После 3 дней свадьбы родители невесты вереница конных повозок отправлялась в путь в деревню жениха. Когда проезжали деревни, им заграждали путь длинными березовыми жердями. Хапха байляу. Ставили табуретку с хлебом и солью. Главный сват Тюпхуда угощал горячительным напитком основных участников, а жители деревень желали молодым семейного благополучия, открывали свои символические ворота счастья и добра семейного благополучия. В итоге все эти легенькие, раскрасневшие от зимнего холода, довольные прекрасным свадебным настроением, прибывали в конечный пункт дома жениха. После 3 дней общения сваты начинали общаться по именам, чувствовалось родственное сближение, взаимное уважение. 7 отведенных дней свадьбы пролетали как сказки. В завершающем этапе, когда гости собирались сесть в своей повозке, на пальто, фуфайках, тулупах, со стороны спины ставили смелым оценки от 2 до 5. Каждый получал по заслугам, все зависело от степени участия, поведения других составляющих. Многие после возвращения домой свои оценки, особенно 5, берегли, демонстрировали землякам, соседям свое «я». С 5 продолжали даже ходить на работу.
Напрашивается вывод, как тонко сознанием дела подходили наши предки даже таким простым жизненным обстоятельствам. Здесь ведь явно просматривается конкретный воспитательный потенциал, норму поведения и дисциплины. Разрешите плану перейти к главным виновникам торжества жениху и невесте. Во-первых, как было рассказано выше, зачастую первая их в жизни встреча происходила при сватании. Что творилось в их душах? Что они чувствовали, когда впервые они смотрели друг на друга? Наверное, как у всех молодых парней и девушек, у них были свои симпатии, свои сокровенные чувства, свои мечты и желания. А здесь в их жизнь вмешивались родители, они определяли их будущее. Забегая чуть вперед, скажем, что на удивление браки получались крепкими, рождались дети, наверное, чуть позже приходила и большая любовь. После взаимного согласия родителей, согласия жениха и невесты проводился обряд бракосочетания никах, который основывался на принципах гласности. Тайнобрачие рассматривалось как распутство, да никака нельзя было жить вместе, быть в близких отношениях. Назначенный день свадьбы раньше всех домов, где проводилась свадьба, приезжал жених с близким другом, который называли кияукусюгы, но сейчас как бы называется свидетель. К сожалению, вместе со встречей с невестой ему объявляли, что невесты нет, его украли подружки, надо искать. Это было тоже своеобразным добавляющий адреналин для жениха обычаем, а для невесты это было как бы прощание с подружками, девичьей свободой. Иногда дело доходило до абсурда. Жених, порядком уставший от поисков невесты по всей деревне, обидевшись, собирался уехать домой. На такой случай рядом всегда стояла девушка, которая объявляла, что она готова нарушить секрет и показать место, где прячется невеста. Невесту случайно находили, приводили в специально подготовленную комнату жениху. Думается, все это придавало особую огласку прелюдии предстоящему единению жениха и невесты. Ближе к ночи жена брата невесты уводила молодых в отдельный дом. Ее называли Пушхан-Янга. Сначала молодые стыдливо мылись в бане, к их возвращению готовила постель, где молодые проводили свою первую брачную ночь. Днем, когда гости продолжали пиршество, невзначай, осторожно, дипломатично, из уста в уста передавался слух о невинности невесты, которая добавляла особую окраску на весь ход свадьбы. На третий день свадьбы... Давайте на такой оптимистичной ноте завершим ваш доклад, потому что у нас есть еще... Концовку давайте вот, конечные прочитайте, пожалуйста. Доклад. Была немаловажная вековая традиция. Из числа жителей деревни подбирали семью, которые соглашались быть вторыми родителями невесты. Их называли Мурундук-Инай, Мурундук-Атай. Они в течение многих лет опекали молодоженов, помогали словом и делом, приглашали в гости. Все это делалось для плавного перехода, сглаживания эмоций, переживаний, связанных с отъездом невесты из родительского дома. Невеста при таком понимании легче адаптировалась, в условиях меньше было духовных и моральных издержек. К сожалению, многие святые правила жизни наших предков потеряны, не сохранились многие ценности в вопросах сохранения семьи и воспитания детей. Но это уже тема для другого разговора и дискуссии. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Курганские башкиры говорят прозой. Спасибо большое за интересное выступление. А следующий у нас Оренбургская область, главный специалист Мамбетов Ильмир Ирикович. Ильмир Ирикович, мы вас ждем. Здравствуйте. Про регламент. Напоминаем 5 минут, пожалуйста. Ладно, коллеги. Спасибо. Здравствуйте. Слышно отлично, говорите. Мы рады приветствовать вас из города Оренбург, а именно из библиотеки имени Хусейна Ямашева. Рядом с нами председатель города Оренбурга Сарбаев Марат Саматович, председатель местного мусульманского управления, можно сказать, настоятель мечети Караван-Сарай Тажангалева Гулима Салихяновна, писательница Нафиса Асматовна Смакова, Альберт Хазрат Ибрагимов, имам мечети Караван-Сарай, Павел Анварович Булатов, историк-краевед и методист, историк культурного центра Гайсина Зинхерзара. Первым хочу предоставить слово краеведу, историку, автору книги, известной башкире Оренбургской области Булатову Камилу Анваровичу. Вот официально все. Здравствуйте. Говорите. Тема моего доклада звучит «Оренбургские башкиры в Великой Отечественной войне». Оренбургская область проживала чуть более 16 тысяч лет. Исторически сложилось так, что башкиры проживали в 12 районах Оренбургской области. Когда началась Великая Отечественная война, башкиры, как весь советский народ,
пошли защищать свою родину. Так вот, из Александровского района на фронт ушли 405 человек, из Гайского 347, Грачевского 49, в Грачевском районе только было одно село Адарголово, Красногвардейского района 1069, Кувандыкского района 1339, Новосельевского района 416, Октябрьского района 121 человек, тут известное село Имангулово, первое Имангулово на трассе Оренбург-Уфа, с Переволодского района 196 человек, с Саракташского района 435, из Пельганского района 228 человек. Всего на фронт ушли 4605 башкир Оренбургской области. Из этого состава практически больше половины, а точнее 2558 человек погибли на фронте, живыми вернулись лишь 2047 человек. Надо сказать, что по двум районам, это Осетейский и Тотский, сейчас, естественно, в докладе уже звучали эти районы, у нас данных нет. Еще предстоит исследовательская работа, и нам предстоит устанавливать фамилии наших башкир фронтовиков из этих двух районов. Старшим по возрасту фронт является Навлетбаев Нигматович Таисов, 1886 года рождения. Он из села Бабичево, Красногвардейского района Оренбургской области. На момент начала войны ему было 55 лет. Самым молодым, кого призвали на фронт, был Ишбулатов Нугман Хаматович из села Кутуш-Новосельского района Оренбургской области, Фаткулин Мухтар Гатаулович из села Алабердин Туйганского района Оренбургской области и другие. Вот они все 1927 года рождения. И в основном они все воевали против Японии. Известны случаи, когда на фронте погибали родители и дети. Так вот, на войне погибли Хисамиддинов Хибат Хужавалиевич, 1901 года рождения, из села Юнусово Куанлыкского района, и его сын Самигулла, 1924 года рождения. Ишбулатов Курбангалей Хабиевич, 1891 года рождения, из села Кутуш Новосельского района Оренбургской области, и его сын Максут, 1925 года рождения. И вот Каскинов Атулла из села Катуркулова, Грачевского, погиб, у него сам он погиб, и погибли его два сына, Закарья и Сабага. Есть семьи, откуда на фронт было мобилизовано по 3-4 человека, и все они погибли. Например, на фронте погибли братья Саитовы, Бигбулат, Гелаш, Дусмухамед, Ташбулат. Они все из рода Шарыпкина, Александровского района Оренбургской области. И таких очень много. Погибали и братья-близнецы. Вот. Говорят, у войны и женское лицо. Но на фронте воевали и женщины. Мы установили имена 14 женщин-башкиров. В списке есть вот Абубакирова Рашида Булатовна из села Кутумбетова, Переволодского района, Абушахмана Минсулу Абдрахмановна из села Первый Имангулово, Октябрьского района и другие. Напоминаем докладчик, у нас регламент 5 минут. Спасибо большое, действительно, башкиры у нас отважные воины во все времена. Смотрите, потом мы можем уже участвовать отдельно вот в дискуссиях по основным вопросам, касающихся истории. Ага. Итог скажите, пожалуйста, ваш, прям буквально 2-3 словами. Я понимаю, что вы у нас сегодня главный герой, это башкиры, которые проживают за пределами Республики Башкортостан, но только из-за времени, вот нам тоже, вот ученым, у них дела тоже запланированы, поэтому регламента придерживайтесь, пожалуйста. Спасибо большое. У нас есть Башкирский историко-культурный центр. Спасибо большое, Ильмир Ирикович, за прекрасное выступление, за то, что собрали людей. И вот они уже станут вашими лучшими помощниками, административным ресурсом. Всегда можете вы обсуждать и отправлять нам ваши материалы. Спасибо большое. Следующий у нас Свердловская область, главный специалист Кулмуртина Светлана Ринатовна. Про Светлану Ринатовну сегодня прозвучало много приятных слов. Нам очень приятно. Спасибо большое. Она тоже вот являлась одним из вдохновителей данной конференции. Светлана Ринатовна, вам слово. Добрый день всем участникам. Действительно, вот сегодня прям была такая радость, потому что то, что задумано в октябре прошлого года, сейчас у нас все воплотилось.
И, конечно, большим толчком это послужила карта Башкир Свердловской области. У нас на сегодняшний день осталась одна единственная книжка, то есть поэтому я очень рада, что у вас будет новый тираж, и мы, конечно, очень себя ждем. Сегодня в Свердловской области онлайн-участие у нас участвует несколько разных участников, подключены, и мы организовали сегодня 2 площадки для офлайн участия, для очного, то есть одна из них это здесь у нас в Башкирском историко-культурном центре, а вторую площадку организовали башкиры, Курултай Башкир на территории партнера. Ну, я думаю, что когда Тюменцева Валерия Валерьевна подключится, она покажет эту площадку. Сегодня у нас будет 5 докладов. Значит, первым докладом у нас будет идти Тюменцева Валерия Валерьевна, это Курултай Башкир. Она будет рассказывать о значении рода на примере составления ШЖР Башкир Свердловской области. Далее у нас запланировано выступление Созиной Елены Константиновны. Она будет рассказывать о истории литературы Урала, где значительную часть составляет башкирская литература. Далее выступает блок докладов от Свердловского областного башкирского центра. Выступит Юсупова Фаима Фахридиновна, Исмагилов Рафкат Тагатович и Брамбаев Мужавир Сагадеевич. Я скажу, что они внесли большой вклад в развитие, в поддержание истории Башкир Свердловской области. Например, у Мужавира Сагадеевича есть даже книга, которую он написал «Башкиры, славные сыны Урала». Ну вот, в принципе, мы, наверное, готовы. Давайте, да. Я предлагаю сейчас Тюменцеву Валерию Валерьевну. Так, вы готовы? Да, здравствуйте, коллеги. Большое спасибо за предоставленное слово. Я сильно сократила доклад, потому что у нас очень много докладчиков от Свердловской области, поэтому буду кратко говорить. Мы, в общем, башкиры, народ-победитель. Как уважаемый Салават Ишмухаметович отметил, наш народ нигде не растерял свою культуру и язык. Башкиры, как народ самобытный, выжили во всех войнах и пронесли до настоящего времени свои традиции, язык и обычаи, передавая их следующим поколениям. Сегодня мы во всех смыслах развитый народ. Мы кузница кадров для всего мира. Благодаря нашим ученым, общественным деятелям, нашему руководству региона мы продолжаем наше развитие, и наши дела сегодня составят ту историю, которую наши дети и внуки принесут дальше по нашим семейным древам ШЖР. ШЖР играет большую роль в обеспечении преемственности поколений. То есть я опускаю всю научную часть, потому что вам, уважаемые коллеги, кто вот я вижу собрался, об этом, я думаю, известно не понаслышке. И, надеюсь, в каждом доме есть свое ШЖР. У нас есть, оно у нас сейчас на 10 поколений, очень хотим и планируем его дальше расширять, вот. Но в чем его практическая роль и значение сегодня вот в нашем современном мире? В первую очередь, как нам видится, это все-таки передача, вот некая преемственность из поколения в поколение. То есть благодаря тому, это не только информация о роде, не только информация о каких-то значимых личностях в этом роде, не только информация исторического плана, да, но и также у многих ШЖР присутствует информация о легендах, мифах, о части культуры того общества, которое проживало на территории той или иной губернии и так далее. И ШЖР, изучая ШЖР, мы можем прикоснуться к нашей очень глубокой, очень древней культуре. И вот именно это прикосновение дает возможность из уста в уста и письменно передавать культурный код башкирского народа из поколения в поколение. Что значит в практическом смысле этот культурный код? Это значит, что человек, выросший на историях бабушек и дедушек, на прикосновении рук бабушек и дедушек, на рассказах о прошлых поколениях, он вырастает культурно обогащенным. Этот человек уже не способен на террористические акты. Этот человек уже абсолютно правильно и в здоровом ключе интегрирован в общество. Он находится в нужном месте между вчера и завтра. Он хорошо адаптирован, он социально развит, высокий уровень культуры не дает ему где-то поддаться каким-то веяниям экстремистских организаций или каким-то течениям нездорового характера в социальном плане. Человек
может принимать решения, основываясь не только на своем маленьком пока что жизненном опыте, но еще и на огромном накопленном опыте всех поколений, предшествующих его рождению, потому что они передавались ему с воспитанием. Поэтому здесь большую роль играют не только родители, но и прародители, прапрародители в воспитании каждого следующего малыша. Вот, поэтому... Благодарим вас, у нас просто регламент. Я еще хотела просто сказать, что вот наша организация, она так и называется, Свердловская региональная общественная организация хранения и развития культуры башкирского народа, Курултай-Башкир. И мы в прошлом году реализовывали большой проект по изучению башкирского языка, в том числе онлайн, с помощью, опять же, вот гранта Республики Башкортостан на базе 20 муниципальных образований. В этом году с помощью Министерства образования Республики Башкортостан и гимназии Республики Башкортостан номер 1 мы смогли возобновить работу башкирского класса вот в Верхней Пышме и продолжаем эту работу в Сесердском районе Свердловской области. За все огромное вам спасибо. Вот, и мы всегда готовы к сотрудничеству, в том числе и по Шажаре-Байрам на территории Свердловской области. Спасибо большое, коллеги. Очень приятно вас видеть и слышать. Спасибо большое. Мы Я еще отмечу, что... поколений. Спасибо. Давайте приступим к следующему докладчику. Я еще отмечу, что детей отправили вот сейчас в поездку, то есть тоже это Курултай-Башкир собрал большую делегацию, отправил детей. Так, мы готовы подключиться. Фаима Ахмединовна, вы как? Готовы выступить? Коллеги, я предлагаю сразу к позитивным новостям, а без лирики, как говорится, потому что все остальное мы знаем здесь, как бы. Понятно, да, вы сегодня у нас главный герой, но, пожалуйста, вот главная суть, касающаяся истории. Хайырлы көн, хөрмәтле милләттәштәр, Свердловск өлкәһенән, Екатеринбург башкортларынан һеҙгә кайнар сәлам тапшырабыз. Оештырыусыларга ҙур рәхмәт әйтәбеҙ. Әле күрәм мин бында безнең Свердловск өлкәһендә башҡорт йәмәғәте эшендә эшләп килгән Рәйлә Абдуловнаны, Мужавир Сагадеевичты, Исмагилов Рафкат Тагатовичты, әле бына Тюменцева Валерия әйтмешләй, башкиры, мин еще добавлю, башкиры — это уникальный народ. Это не только я сказала, а сказал академик, московский академик на передаче «Умницы и умники» в Москве. Вот мы достойны быть этой характеристики. Свердловский областной башкирский центр зародился в 2001 году, а до этого мы работали от имени Курултая-Башкир Свердловской области. Впервые в истории свердловских башкир мы провели Свердловский съезд башкир, областной съезд. И вот, претворяя в жизнь это решение этого съезда, мы в первую очередь взялись за открытие башкирских классов. И такие классы работали у нас в Орджоникидском районе, 167 и 212 школах. Но когда уже региональные компонент убрали, мы не переставали преподавание башкирского языка. Мы создали башкирский театральный коллектив «Ядкар». И вот публично мы стали пропагандировать башкирский язык уже на больших фестивалях. Мы провели 18 межрегиональных фестивалей. Мы провели... А давайте, какие еще вот белые страницы есть в истории Башкир в Свердловской области? Да, 6-й научно-практической конференции. Ученых, присутствующих на сегодняшней конференции, я приглашаю 24 октября 2021 года принять участие на нашей конференции. И призываю, будьте бдительны и готовьтесь, пожалуйста, к теме «Исетские башкиры». Тогда ждем письма в адрес ученых. Давайте тогда к следующему докладу. Письма уже... Отлично, тогда спасибо, Фаима Фахдина. Вы известный человек в Башкортостане, вашу работу мы знаем. Давайте еще вот следующим докладом. Просто у нас по времени, коллеги, действительно мы с 5 часов работаем. Давайте. Это только наша первая встреча. Ага. Следующим докладчиком будет Исмагилов Рафкат Тагатович. Это сейчас выступит. Роль башкир и башкирских родов. У меня просьба, подключите Созину Елену Константиновну. Она зайти не может. Вон она есть. Все, есть, спасибо. Отлично, спасибо.
Все, говорится. Коллектив авторов Хамидовны, Салавата, Зурахмат за историю башкирских родов. Но другие эту историю не понимают, не хотят понимать. Когда почитаешь книгу Карипанова «Горнозаводская власть и башкиры в 18 веке», мнение изменится. Мы говорили со многими учеными, и у них вот адреналина много становится после прочтения вот этой книги. Россия осталась на плаву как глобальный игрок благодаря ресурсам башкирских земель на начальном этапе технологических вкладов. Россия обязана своим существованием башкирскому народу. Мы изучили шаджары семьи. В нашей семье оказалось, что со стороны жены это Туктамыр Жибулатов, с моей стороны брат Исмаила Тасилба Мухаммед Рахим. Это уникальная ситуация. Свердловская область, Пермский край, понимая реальную историю башкир, систему ценностей башкир, мы в Уфа-Шагире провели научно-практические конференции глобального масштаба. Принята документа, декларация «Оставьте нам будущее». Практическая его реализация на документе «Не пытайтесь нас обмануть, присоединяйтесь к нам». На нашей конференции присутствовали Асылбожин Рафиль, работу по гранту в Уфа-Шагире выполнял Заки Алибаев. На сегодняшний день главная проблема для башкир страны описана в статье Илдаша Юсупова «Трущобная глобализация». Нужно переходить на пятый технологический уклад. Мы просим поддержать наши инициативы по возрождению башкирского народа. Строительство башкирского дома в селе Уфа-Шагире. Просветительские центры по поддержке многодетных семей и социальных сирот. Начальный этап многофункционального детского городка преодоления бедности. Я научный руководитель проекта «Отличник образования Республики Башкортостан», автор статьи «Образование в сельском социуме» в журнале «Учитель Башкортостана», 2005 год, номер 2. Основой проекта является энергосберегающий дом, высокомеханизированное личное хозяйство. На этой площадке действовала в Уфа-Шагире комиссия по приему в лице и гимназии, экспедиции по изучению башкир. Ждем от ВКБ реальной поддержки изучения стратегии развития башкирского народа. Ходатайствовать Екатеринбург дом на Тургенева 24 использовать как башкирский дом. Там ранее жил Сарабский Адой, северо-западный Башкир. Спасибо за выступление. Вот, уважаемые коллеги, мы доклады все запросим, то есть вот вы молодцы, что вот все правильно написали, какие у вас просьбы, то есть мы на них ответим, протокол мы составим после нашего совещания. Поэтому давайте к следующему докладу, либо просто вот Светлана Ринатовна, если у нас представитель государственной структуры, можно поприветствовать, а остальные доклады вы можете нам выслать, и уже мы все вопросы точно рассмотрим. И мы на связи с нашими уважаемыми учеными, мы здесь в Уфе их точно найдем, не переживайте. Сейчас докладчиков у нас два осталось докладчика, это Буранбаев Мужавир Сагадеевич и Созина Елена Константиновна. Елена Константиновна, подключитесь, готовы? Как можно вкратце. Спасибо большое за предоставление возможности выступить. Ну, примерно где-то около года, наверное, назад я рассказывала о ведущейся у нас работе над историей литературы Урала. И сейчас я чрезвычайно рада доложить о том, что как бы один ведущий этап нашей работы подошел, можно сказать, к концу. То есть история литературы Урала XIX века в 2 томах выпущена. Вот 2 книги, я их одновременно в руках держать мне достаточно трудно. Я попробую. Вот они такие довольно толстенькие в 2 томах. То есть в общей сложности это свыше 1000 страниц. Где-то около 220 листов, печатных листов, эти наши тома представляют собой. И весом 4 килограмма, я на всякий случай сообщаю. Так вот, это довольно большое достижение наших ученых не только Урала, но и всей России, потому что довольно много авторов
58 авторов. Такой творческий коллектив был в составе нашего проекта по литературе Урала XIX века. И большим достижением нашей литературы, истории литературы, я считаю то обстоятельство, что здесь в полной мере представлены истории литератур тех народов, которые исторически проживали и продолжают проживать на территории Большого Урала. Какие именно это Сколько народы? килограммов там башкир в этих 4? А вот, кроме русских, конечно же, это башкирская литература здесь у нас представлена, удмуртская литература и коми-литература. Каждый из них посвящен отдельный раздел. Вот развитие башкирской литературы по первой половине XIX века отдельно и отдельно по второй половине XIX века. В общем, Большое. Мы у Светланы Ринатовны обязательно запросим вашу книгу и будем в информационном поле Башкортостана использовать и размещать. Спасибо большое вам, просто у нас по времени очень коротко. Спасибо вам за большой труд. Спасибо. И у нас сейчас еще Бранбаев Межевир Сагадеевич, докладчик с темой «Неизвестные исторические сведения о башкирах Свердловской области». Kaderli bilgisayar tanıştılar. Bir kubikli bilen Хатими. Значит, Каменск-Уральский находится на стыке 3 областей, и что интересно, вот в этих областях жили и живут башкиры, веками, так сказать. И в моем вступлении хотел бы сказать, времени мало, значит, история все-таки современного Среднего Урала недостаточно изучена самими башкирами. Еще хуже освещена в печати. Необходима подборка хотя бы в журнале «Ватандаш». Это я имею современный взгляд. Ученых Республики Башкортостан необходимо командировать, изучать эту тему и результаты распространять по Свердловской области. В настоящее время средства массовой информации в области этот вопрос начинает трактовать по-своему. Активно пропагандируют, якобы в этих местах жили мансы и татары, и пытаются вытеснять башкир из числа коренных народов. Из-за незнания своей истории многие башкиры стали себя идентифицировать как татары, допустим, Нижнесергинский и Краснouфимский район. Но это уже напрямую сказывается на переписи населения. И что можно делать на местах? Вот я предлагаю, как сам делаю, изучать вот эту местную печать. И вот в печати о башкирах множество информации проходит. Я вот лично это собираю, систематизирую. И очень много интересного, в том числе исторически ценные документы. Это я использовал то, что вот озвучил при издании книги, готовили вторую. Вот поэтому хотелось бы еще раз просто подчеркнуть, чтобы не только как бы дать отпор, в кавычки, чтобы вот какие-то по истории башкирской, но идти на шаг вперед. Ну, тут можно использовать, конечно, истории, вернее, так сказать, материал самих русских, уральских писателей, Бажова, Мамина, Сибиряка. В общем-то, много высказываний, но все-таки за неимением времени не буду перечислять это, а как вот доклад отправили выше вам. Спасибо за внимание. Было очень приятно с вами. Спасибо большое. Спасибо большое. Давайте мы приступим. Даем слово к Пермскому краю. На связи Пермь? Hayırlı gün, hürmetli milletvekiller, iştiler Вас приветствует Башкирский историко-культурный центр в Пермском крае. Вас приветствуют ганинские башкиры. Это наша первая площадка из села Барда. Это родина нашего выдающегося земляка Тутамша Ишбулатова. Также у нас работает и вторая площадка сегодня по конференции. Это село Каяново, родина нашего знаменитого земляка Исмагила Тасимова. Здесь вот в Барде у нас сегодня присутствует руководитель рода Гайна Музафаров Марат Нашатович. Также здесь находятся у нас историки, краеведы, активисты Курултая Башкир Пермского края. Также в Каяново у нас находится
председатель Курултая Башкир Пермского края Мухаммадьянов Расиль Тимиргазевич. Хочется выразить огромные слова благодарности организаторам, нашим ученым за ценную, полезную информацию, которая нам пригодится в нашей дальнейшей работе. Почему я это говорю? Потому что вот сейчас у нас проводятся мероприятия совместно с Курултаем. Мы выезжаем в населенные пункты, вот уже 12 населенных пунктах мы провели информационные культурные акции «Мы гайнинские башкиры». Вот дальше уже в августе, в сентябре планируем дальше продолжить данную работу, но формат нашей работы – это формат агитбригад. Я думаю, что агитбригады еще себя не жили, и во времена СССР они успешно реализовались. Вот там идет у нас сначала информационная часть, а уже в конце концертная программа. Спасибо всем участникам. У меня все. Спасибо большое, что вы привлекли совместно с Курултаем огромное количество людей. А следующий у нас Ханты-Мансийский автономный округ, главный специалист Дина Фанилевна Булякова. Пожалуйста, коротко. Здравствуйте. В Ханты-Мансийском автономном округе Югре по данным всероссийской переписи проживает более 35 тысяч башкир, а точнее это 35 428 башкир. Слышно, да? Алло? Ага. Все нормально, слышно. У нас сейчас в данный момент с Ханты-Мансийского автономного округа Югра подключено несколько городов. Это город Сургут, Ханты-Мансийск, в основном председатели Нижнесартымск, Изучинск и город Линтор. Вообще наша работа заключается в том, что вот выходцы из Республики Башкортостан внесли вообще неоценимый вклад в освоение и развитие нефтегазодобывающей отрасли Западной Сибири. В 80-х годах очень много башкир переехало в Ханты-Мансийский автономный округ, и в данный момент они проживают. Их дети, внуки, они уже здесь родились, считаются уже как коренные жители. Конечно, дети, внуки башкир, которые переехали еще в 80-х, 90-х годах, они не знают башкирскую культуру, язык, традиции. И Башкирский историко-культурный центр, мы возобновляем наши традиции и обычаи в округе, работаем над изучением башкирского языка. Сейчас очень много башкирских воскресных школ открылись по всему Ханты-Мансийскому автономному округу. Проводятся мастер-классы для развития башкирского народа в округе. И очень много мероприятий именно вот направлено на развитие языка, традиций и обычаев. Много не буду говорить. Я слово хочу сразу дать председателю Башкирской национальной культурной автономии города Сургут Сырлыбаевой Зульфире Тимирхановне. Зульфира Тимирхановна, вы здесь? Да, вы меня слышите? Алло. Тимирхановна, здравствуйте, говорите. Вы меня слышите? Все хорошо, говорите, да, слышно. Здравствуйте. Ну, если начинать говорить о... Что сохранилось более-менее, и все-таки начать уже работать с населением по просвещению. Да, то есть если даже не менять идентичность, но хотя бы объяснять историю, какого происхождения на самом деле, да, потому что сейчас предварительные данные мы получаем по нашим данным, там выходит, что это катайские башкиры, переселившиеся. И эту тему надо продвигать, просто объяснять людям, так сказать, рассказывать историю, а уж примут, не примут, это уже их дело, так сказать. Хотелось бы вот добавить, у нас вышла статья в журнале «Проблемы востоковедения» пермского краеведа Фаиля Сайдашева. Вот. Мы этот PDF-ку, наверное, запустим, она скоро появится в сети, а статья посвящена мулинским башкирам, в общем-то, как вот, да, уже начиная с летописи Шишонка, как их уже Шишонка в 19 веке пытался переделать в татары, в общем-то. И потом вот этот факт о том, что Уракбей Мамедкулов, там в пермской летописи якобы написано, что он татарский князь, вот это, в общем-то, один из краеугольных аргументов, доказательства в системе доказательств, что
вот эти пермские башкиры, это на самом деле не башкиры, а татары. На самом деле уже Шишонка, вот эту летопись, вернее, показания ганинских башкир уже, значит, исказил в 19 веке, и вот этот вирус, так скажем, гуляет по изданиям и так далее. То есть всем, кто интересуется, можно ознакомиться с этой статьей, скоро она в интернете будет. У нас сейчас готовится, кстати, издание «Башкиры Урала», где мы основное внимание как раз уделяем свердловским и пермским башкирам. И там те материалы, которые вот здесь, вот, так сказать, озвучивали, мы, если вы соберете и предоставите в Академии наук, мы, в принципе, включим наш сборник. Там как раз у нас есть место, люфт, куда мы можем его внести, там где-то, ну, страниц 50 даже можем взять. И отразить вот эту конференцию, собственно, в этом сборнике мы можем обозначить, даже где-то в гриф даже вынести, то есть не проблема. Вот. Так что, организаторы, имейте в виду, если придут доклады, мы их с удовольствием опубликуем, и будет такое нормальное академическое, краеведческое издание. Уважаемые коллеги, здесь сейчас нужно подытожить, наверное, да, поэтому вот те доклады, которые прозвучали сегодня или которые не успели в связи с тем, что у нас время... Можно вопрос? Вопрос можно? Я сейчас закончу, да. И мы их все собираем, и, соответственно, если в протокол вносим как решение, протоколы всем вам будут отправлены, и те доклады, где действительно требуют дальнейшей работы, да, те вопросы, они будут в дальнейшем с нашими уважаемыми коллегами, которые здесь сейчас с вами находятся, они дальше будут уже прорабатываться. Вопрос, пожалуйста, какой-то был. Ага, ассаламу алейкум. Тарисалар. Шляб областынан, Куршак районынан. Салам, вот. У меня вопрос такой был. Вот постоянно говорят вот, про ганинских башкир, про пермских башкир. Пермские башкиры в основном это родословие Гайна, да? Но как бы я вот не слышу и не уделяю внимания как бы родословие Терсяк. Есть такое родословие у нас, как вы знаете, да? Очень интересное оно, на самом деле. Такое. И вот я вот, у меня как бы со стороны матери из этого рода, как бы, то есть, и поэтому я изучал, как бы, это, давно изучаю это родословие. У нас в Кунашевском районе Челябинской области они есть, но они смешаны с халмаками, родословием халмак. Их мало осталось. Эти люди, как бы, ну, на мой как бы, взгляд, как бы, нужно особое внимание уделить этому роду. К сожалению, большинство терсяков записано татарами. В том числе и в Пермской области, и в Тюменской области. Там они записаны татарами. Как я изучил, у меня как бы и дед об этом говорил, что язык у них отличается, и диалект у них отличается. Например, у нас в основном салютский диалект, он отличается от всех диалектов. Это очень такой грубый диалект. Сейчас изучает этот диалект, кстати. А вот терсякский диалект, он отличается. Он казанский, как вот казанский диалект башкирского языка. Вот пермский башкир, как гайнинские башкиры. Это у них такой диалект. Но у нас в Кунашевском районе как бы большинство уже забыли этот свой диалект. То есть там салютский диалект как бы превалирует. Все-таки как бы их большинство было. Вот. Но все-таки остались какие-то люди, как бы, да, помнят и говорят. Их просто, как я знаю, что вот, как бы, потому что я со стороны матери из этого рода, их как бы давили во время Советского Союза, еще там во время давили каким образом? То есть разговаривали В чем вопрос? Какой вопрос хотите задать? Я хочу, чтобы как бы, да, то есть не забывали вот этот терсяк, да, то есть уделить нужно особое внимание этому. То есть, потому что на самом деле где-то 70-80% большинство этого рода записано татарами. Я даже знаю деревня, где... Сейчас ученый прокомментирует. Ага, поняли, спасибо. Да, у меня тоже вопрос. У меня вопрос настоящий, короткий. Коллеги, подождите, давайте я вот хотел бы сказать, да, что особенно это вопрос как... Да, разрешите ответить, точнее, не то, что ответить, прокомментировать. Там забывайте, вспоминайте и так далее. Конечно, сейчас
В каком контексте это может произойти? Вот, это больше мои личные размышления, но я думаю, здесь коллеги поддержат. Сейчас у нас бурно развивается движение башкирских родов. Проводятся съезды, там принимаются гимны, гербы и так далее, то есть общественные советы избираются. Я думаю, также, если речь идет о Свердловской области, о Челябинской области, да, то здесь, мне кажется, если будет инициатива от местных сообществ, да, о проведении подобных съездов, если трясяки все же, да, соберутся, какая-то, ну, небольшая инициатива, 2-3 человека, если будет инициативная группа, я думаю, Курултай поддержит провести там съезд. Съезд в рамках, может быть, Дней башкирской культуры, например, в Свердловской области или в Челябинской области. Это надо обдумывать. Здесь самое главное, чтобы инициатива от вас. Вот если она... А мне слово дадите? В Челябинской области-то я вот как бы хотел хоть что-то сказать. Да, давайте. Давайте, да, Раул Хайлович. Спасибо, мои дорогие коллеги. Рахмат Хизга. Ну, я очень рад, что вот ты принял участие в этой конференции и увидел наших уважаемых историков. Хотел бы свое мнение высказать. Очень порадовался свердловским башкирам, которые действительно выступила молодежь и высказали хорошие слова. Даже я хотел сказать про ШЖР, они раньше меня сказали об этом, что ШЖР действительно помогает консолидироваться башкирам. И много полезного случилось. Это создали ИКЦ по регионам, который помогает развиваться и консолидировать башкир. Это тоже очень большой плюс для нашего времени. Мне приятно услышать было Салавата Ишмухамедовича в том плане, что башкиры, когда не было создано государственность, но они примкнули к России, и, в общем-то, эта история, она сохранила действительно башкир. И сейчас это мое мнение, я не историк, считаю, что башкир – это молодая нация, которая развивается, и много еще впереди у башкир. И то, что мы сейчас с удовольствием изучаем свою родословную, хотелось бы добавить, чтобы мы изучали и те боевые исторические факты, которые совершали башкирские воины, и все-таки воины башкиры-казаки – это тоже большая славная история. Это поднимает авторитет башкира, и таким образом много людей, как говорят, уходят татары или другие национальности, они возвращаются и говорят, что да, в моей крови течет башкирская кровь, я тоже отношусь к башкирам, то есть это поднимает статус башкира. Я уже говорил, что когда обзывают, я считаю, кочевниками башкир, это тоже принижает уровень башкир. Ну и для меня важно, вот когда на весы ставят изучение языка либо изучение истории, конечно, и то, и другое важно, но вначале должна стоять история, а за этим уже будет идти язык. Когда молодой башкир будет знать свою историю, он будет с удовольствием изучать и язык, и культуру, и традиции, и от этого будет исходить многое. Ну, то, что мы увидим в дальнейшем, я думаю, что будет позитивно все. Рахмат, Хизга. Спасибо большое, Раул Халилович. Приятно было вас увидеть. Коллеги, если есть вопросы, коротко. Можно два вопроса? Да, коротко, пожалуйста. Алло, можно мне два вопроса? Да, слушаем вас. Меня, значит, Салават Асфатуллин, Калуга. У меня две просьбы к исполкому Всемирного Курултая Башкир. Вот 30 лет мы живем в Российской Федерации. Пора уже начинать искать истоки. А где же эта федерация, когда появилась? Поддержать и громко заявить вместе со мной. И вот я в этой первой книге доказываю, что фактическая федерализация в России началась с башкир еще в 1554-57 годах, потому что им сохранили личную свободу, хотя в Московском царстве тогда свободными были только бояре и духовенство. Им сохранили земли их в вотчинном пользовании, и им сохранили веру.
Все это вместе взято является фактической федерализацией. Вот, и она началась не в 1917 году. Ленин со Сталином только юридически оформили вот эту автономию, а фактически она была вот еще с 1554 года. Вот, и вторая просьба у меня. И вторая моя просьба, значит, пора нам в столице Башкортостана давно поставить бронзовый памятник 4238 башкирам, погибшим за освобождение России и Европы в 1813-14 годах. Они этого заслужили. Предложение, давайте, вот Руслан у нас руку поднимает давно. Ваш вопрос. Руслан Саитов, Оренбург. У меня вопрос такой. Вот мы сейчас говорим в основном о истории, которая была. А я хочу сказать то, что должно быть будущее. Наших детей надо всех башқұрт тіліне үйретуге керек. Мына біздің көп ауылдарда мен елек машинамен келіп тоқтайын да тәдірәніп түсіремін да мына отыра тұрғайным. Башқұрт тілін балалар сөйлешкен. Қазір сөйлешмейлер, орыста сөйлешелер. Соған görə менің вопрос мына шулай. Нельзя ли организовать отдых, например, на Башкирия, природа бек мотор, шундай ауылларда, где уже балалар ну орыста сөйлешелер. А олар сонда келіп, хотя бы бір екі адына башқұрт тілінде әдірек сөйлешелер бола бейді. Соны ойлап қарағыд әлі. Болмай ма, келісіпмай ма шулай? Руслан, у нас работает в Башкортостане этнолагеря, то есть там нужно заранее просто отправлять заявки. Вот у нас сейчас есть Башкирский историко-культурный центр. Вы можете, например, если список детей активных знаете, просто заранее подать. Понятно, что уже на следующий год. Да-да-да, вот для этого, да, вам нужно просто вот найти наши башкирские историко-культурные центры и сказать, что вот список людей есть, детей. Ага. Рахмат. Спасибо большое за вопрос. Вот вопросы в чатах мы тоже для себя зафиксируем, и потом наши ученые ответят, то есть мы резолюцию сделаем. Спасибо большое за участие. Это только наша первая встреча, и мы, как говорим, главный герой — это вы. Извините, что недостаточно было много времени, мы очень рады, и впредь будем вместе собираться. Вот сейчас еще раз благодарим Всемирный Курултай Башкир и Дом дружбы народов Республики Башкортостан и наших ученых. Спасибо большое. Вот как мы говорим, давайте вместе работать. Видите, как весело, интересно. Спасибо большое. Мы завершаем. Спасибо большое. До свидания. Спасибо большое за конференцию. Рада видеть всех историков онлайн и так много участников со всех регионов.